Отчетные встречи представителей правительства Якутии с жителями республики стартовали 3 февраля. За это время органы власти посетили арктическую, южную, западную и восточную части региона. Отмечается, что участие в отчетах приняло даже больше якутян, чем в прошлом году. Я посмотрел по сравнению с прошлым годом, практически во всех районах, по-моему, 23 из 24 активность населения больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что формат этот востребован для многих жителей республики, особенно в сельской местности, удаленных сел. Это порой такая, знаете, редкая возможность руководителям именно министерств, ведомств, правительства в целом задать вопросы, которые их волнуют. В ходе очных встреч с представителями правительства жители не только задавали вопросы о проделанной работе, но и вносили свои предложения. Я воспользовалась моментом, чтобы действительно прийти очно к представителям власти и задать такой вопрос, как назначение пенсии женщинам в районах Крайнего Севера, достигшие 50 лет, которые воспитывают 2 и более детей, но при этом мы находимся на федеральной либо муниципальной службе. И мой вопрос, который я задала Татьяне Константиновне, он ее очень затронул. Она сказала, что постарается помочь в этом вопросе. Якутян больше всего интересовали вопросы о поддержке семей с детьми и других социальных категорий, а также о транспортной доступности. Особое внимание традиционно было уделено строительству и ремонту социальных объектов. В ходе отчета правительства в Алекминском районе жители Заречного с радостью узнали, что замороженное строительство школы в их поселке будет возобновлено в текущем году. Если уже правительство включило в список вводимых объектов нашу школу, то мы полагаем, что этот объект будет обязательно введен. Также якутян волновали вопросы о сроках подведения широкополосного интернета, надежности мобильной связи. Актуальна также социальная газификация и модернизация объектов теплоснабжения и энергетики. Во время отчета правительства в Алданском районе активно обсуждался переход котельных на газ. По итогам встречи председатель правительства региона Кирилл Бычков поручил ускорить согласование отраслевой программы. Работа выездных групп правительства завершена. По итогам отчетов начнется реализация поставленных населением вопросов. Часть из них учтут в республиканских программах и нацпроектах. Как отмечают представители правительства, благодаря такому формату общения с населением появляются новые цели и задачи. Уникальная для России практика прямых выездных отчетов правительства региона перед населением муниципалитетов у нас в Якутии за последние десятилетия успела стать привычной, но от этого не менее популярной традицией. Следуя этой же традиции, последний итоговый отчет правительства проходит в студии национальной вещательной компании «Саха». Здравствуйте, уважаемые телезрители телеканалов НВК «Саха», Якутия-24 и слушатели радио «Т-Тим». С вами Ирина Ефимова. За месяц члены правительства республики объехали все улусы, районы и городские округа нашего самого большого региона в стране, лицом к лицу встретившись с жителями 451 населенного пункта, выслушав их с первых уст все их пожелания, проблемы и чаяния. Я бы сказала, в каждом населенном пункте побывали члены правительства, но в село Белькачи Усть-Майского района республики не удалось доехать из-за пурги, и с отчетом правительство обязательно побывает там в конце марта. И наш сегодняшний эфир также свидетельство прямой открытости органов государственной власти. Он выходит в прямом эфире. Вы можете направлять свои вопросы на WhatsApp по номеру 8 914 279 22 62 и позвонив в студию по номеру 32 01 01. Можете задавать свои вопросы. Деятельность правительства Республики Саха-Якутия в 2024 году была сконцентрирована на выполнении ключевых задач. Самая главная задача – это через укрепление экономики к повышению благосостояния жителей, борьба с бедностью. Это главная задача, которую ставит перед правительством глава республики Александр Сергеевич Николаев. Несмотря на усиление внешнесанкционной политики и связанные с этим сложности, экономика республики сохраняет, более того, усиливает свои лидирующие позиции на Дальнем Востоке. Предлагаю посмотреть сюжет.
Новый центр силы и надежная экономическая опора России. Такой стала Якутия в сложный исторический этап развития страны. Несмотря на беспрецедентные масштабы санкций со стороны коллективного Запада, экономика республики справляется с вызовами. В лидерах промышленное производство, ввод жилья, грузооборот транспорта – все они превышают среднероссийские темпы роста. По итогам 2024 года республика заняла первое место в Дальневосточном округе по объему валового регионального продукта и второе место по объему инвестиций в основной капитал. За этими цифрами появление новых производств и открытие рабочих мест, выход инвестиционных проектов на запланированные мощности. 2024 стал годом новых достижений. Выросла добыча благородных металлов, она составила 55 тонн, это также второе место в стране. Среди планов в 2025-м запуск обогатительной фабрики на месторождении Хвойное в Алданском районе, а также проекты Токинский и Роман в Алекминском. Якутия укрепила позицию абсолютного лидера по объему добычи угля на Дальнем Востоке и вышла на второе место в стране. Основную прибавку обеспечило Эльгинское угольное месторождение. Здесь введены в эксплуатацию 7 обогатительных фабрик общей мощностью в 38,5 миллионов тонн. Сегодня в производстве занято более 10 тысяч человек. Эти рабочие места были созданы за последние несколько лет. Наша компания предлагает один из самых лучших социальных пакетов и льгот и гарантий не только в республике, но и в России. Специалистами компании «Эльга Уголь» разработали свои новые стандарты и положения, которые позволяют нам быть конкурентоспособными на рынке труда. Мы интенсивно развиваем социально-бытовую инфраструктуру. На Эльгинском месторождении построено 3 вахтовых поселка, которые оборудованы общежитиями, столовыми, магазинами, прачечными. Чем больше в республике создается производство, открывается новых рабочих мест, тем больше возможностей для ремонта дорог, строительства школ, развития социальных программ. Собранные в виде налогов средства распределяются через бюджет Якутии. Рост экономики сегодня отражается на увеличении доходов казны. По сравнению с прошлым годом они больше на 38 миллиардов рублей. Главный финансовый документ этого года остается социально ориентированным. 45% – это расходы на социальные обязательства. Среди них и поддержка многодетных семей. В доме Васильевых всегда царит детский смех и радостный гул. Это единственная семья в Якутии, где растут близняшки и тройняшки. Когда тройняшки появились на свет, семье выделили социальную выплату в размере 6 миллионов рублей. Такая выплата для многодетных семей предусмотрена из Республиканского резервного фонда. С женой делаем все возможное, чтобы они получили образование, старшим детям успели учатся. Там, получается, это профильный лицей. А маленькие еще ходят в академии детства, в садики. Вот. Ну, есть сложности, конечно, одевать их там одновременно, увезти в садик. Ну, дети мои очень шустрые, активные. За ними просто так не уследишь. Родственники приходят, например. Качественное образование, доступная медпомощь, поддержка семей – приоритетная задача государства. А благосостояние якутян напрямую зависит от состояния экономики республики. Ее запас прочности позволяет уверенно смотреть в будущее. И первое слово нашего сегодняшнего эфира на правах его модератора я передаю председателю правительства Республики Саха-Якутия Кириллу Евгеньевичу Бычкову. Спасибо, Ирина. Здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Конечно, вот только что были продемонстрированы короткие кадры и такие совсем сжатые репортажи по социально-экономическому развитию нашей республики за прошлый год. В целом хочу сказать, что несмотря на беспрецедентные внешние условия, это и санкционное давление, это и экономические меры, несмотря на это, наша республика, ее социально-экономическое развитие продолжает показывать рекордные темпы. И за 2024 год по оценке объем валового регионального продукта у нас вырос на 3,2% и составил 2,6 триллиона рублей. Это для нашей республики, конечно, очень большие цифры. Цифры каждый год идут по нарастающей, и мы очень довольны
нашей всей совместной работой, конечно, в этом плане очень помогают наши промышленники, те предприятия, которые работают на территории республики, что несмотря на действительно такой очень сложный период, мы не снижаем темпы развития и обеспечиваем рост экономики нашей республики. По ряду показателей наша республика держится на первых позициях, как я уже сказал, валовый региональный продукт и темпы промышленного роста. По ряду показателей наша республика занимает лидирующие позиции в Российской Федерации. С большим удовольствием хочу сказать, что темпы рождаемости, рост населения, по этому показателю мы находимся в первой десятке в нашей стране и на первой позиции в Дальнем Востоке. Ну, по росту строительных мощностей мы видим, какое количество дорог, жилья, социальных объектов строится. Мы выходим на лидирующие позиции, уже вышли на лидирующие позиции на Дальнем Востоке, и по количеству вводимого жилья мы на втором месте после Приморского края, что, конечно, очень большой результат для нашей республики. Мы в прошлом году построили 752 тысячи метров жилья. Это помимо социальных объектов, помимо промышленных объектов. Конечно, такими темпами строительный комплекс республики никогда не развивался. Поэтому большое спасибо нашим строителям и тем предприятиям, которые обеспечивают деятельность нашей республики. Но социальная политика, социальные проекты, те направления, которые ставит перед правительством глава нашей республики Айсен Сергеевич Николаев, конечно, в 2024 году не могли не показать результаты. И это был очередной год, когда мы действительно проявились как такая мощная, я бы сказал, даже опорная экономика Дальнего Востока, да и всей страны. Якутия продолжает наращивать свой экономический, производственный, промышленный потенциал. Ну и, конечно, наше население повышает качество жизни. Конечно, этому обеспечивают путь и национальные проекты, которые в прошлом году завершились. 13 национальных проектов, начатые в 2019 году, анонсированы президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, за 5 лет, по сути, произвели мощный скачок в качестве жизни нашего населения, ну и, конечно, обеспечив очень стабильный, надежный такой запас, потенциал для развития нашей республики. Хочу сказать, что прошлый год был богат и на международные события. Мы все помним проведение в нашей республике игр «Дети Азии». Это потрясающее, яркое, очень важное для нашей республики событие. Мы были хозяевами этого международного соревнования. 24 страны участвовали в нем, и, конечно, наша республика очень гордится тем, что мы сегодня прочно завоевали на международной спортивной арене свое место. Ну и, конечно, особая гордость за наших спортсменов, которые прекрасно выступили. Хочу сказать, что за этот месяц, за эти отчеты, которые прошли в 451 населенном пункте, как Ирина сказала, мы действительно практически везде побывали. Наши члены правительства, у нас было несколько групп, которые посетили все населенные пункты, все населения нашей республики. Отмечу, что формат отчетов правительства, выездных отчетов, личных встреч с населением – это уникальный для республики формат. Больше ни один регион нашей страны не практикует такую форму, которая у нас уже не первое десятилетие реализуется и на самом деле показала свою эффективность, показала очень информативность большую, и причем как и для правительства по срезу тех проблем, которые существуют у населения, так и по информативной части для населения. Мы информируем о тех планах, о тех программах, которые существуют. И на самом деле мы иногда убеждаемся, что эта подача, она является самой главной в году для жителей некоторых наших наследов. Поэтому мы, конечно, будем продолжать эту практику, она себя оправдывает. И мы очень рады, что жители очень активно участвуют в этих встречах, что показывает их такую, знаете, настоящую гражданскую позицию и заботу о своей малой родине. Хочу также сказать, что прошлый год был очень важным политически для всей нашей страны. Состоялись президентские выборы.
И хочу отметить, что единство нашего народа, народа нашей республики, проявленное на выборах, оно действительно выдающееся. Мы оказали очень мощную, искреннюю поддержку нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. И, конечно, народ воспринимает и теплое отношение президента к нашей республике. В прошлом году, летом, Владимир Владимирович посетил нас, посетил республику и, конечно, отметил многие наши достижения. Это не только креативная экономика, о которой многим известно, и действительно мы являемся лидирующими в нашей стране, но это и наша демографическая политика и те меры, которые принимает глава республики для того, чтобы наша демография росла. И вот эти вот именно социальные меры, они, конечно, показали свою большую эффективность в свете того, что прошлый год в нашей стране был годом семьи, а в нашей республике это был год детства. И за это время мы, конечно, очень серьезно пересмотрели, ввели новые программы по поддержке многодетных семей, по развитию, образованию наших детей. И, конечно, это тоже было отмечено президентом. Хочу сказать, что в этом году, и это уже было анонсировано Владимиром Владимировичем, что будут новые национальные проекты. С этого года начались новые национальные проекты, которые продолжат реализацию тех направлений, которые показали себя наиболее востребованными у населения. Это и жилье, и комфортная городская среда, и образование, и здравоохранение, и жилищно-коммунальное хозяйство, и инфраструктурное развитие, дорожное строительство. Все эти направления, по которым республика в 2024 году действительно установила достаточно большое количество рекордов, они все будут продолжаться и на текущую пятилетку. Хочу также сказать, что с подписанием 9 указов главы все основные направления деятельности нашей республики, все основные направления по повышению качества жизни, комфорта, благополучия наших граждан в них отражены. И вот эти две основные программы, национальные проекты и указы главы, будут служить основой деятельности правительства на 25-й и последующие годы. Ну, а в целом хочу сказать, конечно, что очень много вопросов прозвучало на наших встречах с населением. Конечно, основные вопросы — это рост цен, тарифов, услуги, качество коммунальных услуг, качество инфраструктуры, дорожное строительство, решение жилищных вопросов, решение по выплатам. Это то, что сегодня остается в фокусе нашего внимания, и мы свою работу акцентируем именно на тех направлениях, которые были обозначены нашими жителями. Поэтому я еще раз хочу поблагодарить всех. Я думаю, многие из вас сегодня смотрят наш эфир, всех тех, кто встречался с членами правительства, с группами выездными нашими по отчету правительства. Большое вам спасибо за обратную связь и за неравнодушную позицию. Вам спасибо, Кирилл Евгеньевич, за такой подробный рассказ. Кстати, таких людей было по предварительным подсчетам, мне подсказывают, 29 тысяч человек. Возможно, будет больше. И мне подсказывают, что у нас есть первый дозвонившийся телезритель. Давайте послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Да, Нерюнгри. И одна из проблем нашего города — это неблагоустроенные дворовые территории. Старые и разрушенные детские площадки, куда даже детей страшно отпускать. Разбитые тротуары и разбитые бордюры. Скажите, пожалуйста, когда будут выделены средства на все это? Спасибо, Кирилл Евгеньевич. Ответите сами или кого-то Конечно, по звонок из Нерюнгри. Из Нерюнгри, да, неблагоустроенные детские площадки. Я-то тут хорошо слышу. Спасибо большое за вопрос. Ну, на самом деле сейчас Южной Якутии в целом уделяется огромное внимание. Вы видите, как наконец решены за последние где-то 5-6 лет большое количество проблем по Нерюнгринскому району в частности. Конечно, этот район заслуживает самого внимательного отношения в свете того, что там находятся промышленные предприятия, которые обеспечивают доходную часть бюджета нашей республики. И конечно, большое количество накопившихся проблем требует постоянного внимания и решения. По специальному поручению главы
для города Нерюнгри сейчас было аллокировано еще около 100 миллионов рублей на именно благоустройство территории. Это помимо общественных пространств, по которым мы ведем отдельную работу, и вы уже видите, что 3 парка полностью реконструированные, уже достаточно хорошо отремонтировано большое количество дорог в городе. Дорожная сеть вообще на самом деле за 24-й, 23-й предыдущие годы, очень хорошая была, мощная работа проведена. И фактически не осталось в центре города таких направлений, которые были бы разбитыми или выглядели бы непритязательно. Что касается благоустройства, то есть программа благоустройства дальневосточных дворов. В этом отношении мы на город Нерюнгри делаем особый акцент, потому что, во-первых, население там растет. Соответственно, появляется большее количество многодетных семей, детей. И для нас детские площадки и благоустройство дворов – это такой значимый большой элемент этой работы. Поэтому 100 миллионов, которые будут распределены на 2 этапа, в этом году 55 миллионов и в 2026 году 45 миллионов, они обеспечат, конечно, дополнительно возможности для такого продолжения программы благоустройства. Конечно, хочу сказать, что и администрация Нерюнгринского района самую деятельную поддержку в этом плане оказывает. Город Нерюнгри также включен в работу по бюджетированию и обеспечению финансирования, софинансированию этих объектов. И я хочу сказать, что на самом деле по отзывам жителей, я лично был на отчете в городе Нерюнгри, уже звучат очень положительные отзывы о проведенной работе. Справочно хочу сказать, что в этом году будет проходить СЭХ Оланхо в Нерюнгринском районе, в Нерюнгри, в парке Амикан, который, по сути говоря, по поручению главы также был полностью благоустроен. Поэтому, конечно, после проведения этого замечательного мероприятия, на котором, я уверен, многие жители нашей республики захотят побывать и обязательно побывают, после этого городу достанется прекрасный объект, где можно будет хорошо проводить время, отдыхать с детьми, и действительно такое приятное дополнение к растущему промышленному центру Южной Якутии. Спасибо, Кирилл Евгеньевич. Нельзя обойти вниманием тему помощи специальной военной операции в нашем сегодняшнем эфире, я думаю. Участники спецоперации, члены их семей получают всестороннюю поддержку сегодня как со стороны руководства республики, муниципалитетов, так и со стороны всех жителей республики. Все от мала до велика сплотились в оказании помощи участникам СВО. Только за прошедший год отправлено более 80 тонн груза с различной помощью и адресными посылками. В 2024 году Якутия продолжила жить в условиях проведения специальной военной операции. Бойцы-якутяне продолжили мужественно сражаться за защиту Родины. В прошлом году еще 5 наших земляков: майор Игорь Юргин из Алданского района, майор Николай Соболев из города Якутска, военнослужащий Радимир Максимов из Татинского улуса, подполковник Дмитрий Куценко из Алекминского района, ефрейтор Николай Евдокимов из Мирнинского района удостоены высшего звания Героя России. Якутия стала одним из первых субъектов, где стали внедрять свои региональные меры поддержки как участников спецоперации, так и членов их семей. От материальных выплат и специальных стипендий до программ реабилитации и трудоустройства демобилизованных военнослужащих и членов их семей. С 2023 года в республике открылось отделение Всероссийского фонда «Защитники Отечества», который помогает участникам СВО в решении социальных вопросов. Наша республика очень хорошо поддерживает срочников, оказывается. Я на себя ощутил это. Мне все процедуры очень нравятся. Мне врач назначила, что и массажист очень хороший. Психолог, вчера я тут чуть не уснул, расслабляет, С начала специальной военной операции помощь от психологов начали получать не только бойцы, но и их родственники. Психологи помогают бойцам, в том числе в военных госпиталях и в военных частях. Системную помощь удалось выстроить благодаря многолетнему опыту региональных специалистов по работе с кризисными состояниями и при чрезвычайных ситуациях.
С 2022 года в городах и селах Якутии действуют волонтерские штабы, которые занимаются сбором и отправкой гуманитарных грузов, изготовлением маскировочных сетей, пошивом одежды и приготовлением домашних обедов для солдат на передовой. Доставлено более 2000 адресных посылок, в том числе за 2024 год доставлено более 80 тонн груза. То есть здесь у нас плетутся маскировочные сети, как я говорила. Шьются антидроновые одеяла нашими швеями. Также делаем ИПП для наших бойцов. Перевязочный материал собирается также в госпиталя, медбаты для наших ребят. Очень много приносится продуктов, медикаментов. Все это, конечно, формируется по коробкам. При организационном содействии властей Якутия оказывает огромную помощь фронту. Благодаря общим усилиям, там, где служат якутяне, появляются беспилотные летательные аппараты, квадроциклы, тепловизоры, антидроновые ружья и прочая техника. Программы поддержки фронта постоянно модернизируются и улучшаются, а глава республики Айсен Николаев регулярно посещает наших бойцов в зоне СВО. Вы знаете, что у нас достаточно такая серьезная программа принята. И хочу сказать, что у нас в тылу все, и старый, и млад, мы все понимаем, что главная сегодня задача – это одержать победу. Второй год продолжается шефская помощь от республики в Докучаевском городском округе Донецкой Народной Республики. За это время восстановлены десятки объектов, включая спортивный комплекс с бассейном, один из крупнейших восстанавливаемых объектов в ДНР. Жители подшефного региона признательны якутянам за ту помощь, которую оказывает республика в строительстве новой жизни на подшефной территории. Я занимаюсь секцией баскетбола, и я хочу поблагодарить шеф-регион Саха-Якутия за то, что они делают капитальный ремонт нашего спорткомплекса, и надеюсь, что здесь будет все по современным стандартам и все будет замечательно. По объемам помощи и по качеству строительства на восстанавливаемых объектах Якутия является не только лидером на Дальнем Востоке, что неоднократно подчеркивал полномочный представитель президента в ДВФО Юрий Трутнев, но и ярким ориентиром для других регионов России. Кирилл Евгеньевич, над чем работало правительство Якутии в направлении поддержки проведения специальной военной операции? Какие задачи ставит сейчас? Хочется услышать по этому поводу комментарий. Во-первых, хотел бы поблагодарить и искренне выразить свое уважение и благодарность от лица правительства и от всего народа нашим героям, тем защитникам, которые защищают рубежи нашей Родины сейчас во время специальной военной операции. Конечно, в этом отношении глава республики ставит это как основную задачу для правительства в эти дни. Это поддержка наших бойцов и поддержка их семей. В этом отношении в прошлом году была учреждена специальная комиссия «Вместе к победе». Она объединяет сейчас всю координацию по поддержке воинов, по поддержке их семей, обеспечению специальным снаряжением, обеспечено всем необходимым для нашей победы. И, конечно, в рамках этой комиссии постоянно нарабатываются и разрабатываются новые меры, принимаются главой, учреждаются новые меры поддержки, которые обеспечивают именно актуально необходимое решение задач наших бойцов. Нет, я не вижу. В этом отношении мы, конечно, действуем в рамках указа главы от 23 октября 2023 года номер 80. Там прописаны все основные меры поддержки. Он называется «О поддержке участников специальной военной операции и членов их семей во время специальной военной операции». И здесь целый комплекс мер, который был изначально введен и постоянно дополняется. Это прежде всего направлено на то, чтобы наши воины знали, что их семьи, которые остались дома, которые их поддерживают, они полностью обеспечены со стороны республики всем необходимым. Это и льготные тарифы на жилищно-коммунальные расходы, это и образование и для детей, и для жен, это и специальные жилищные программы, это и выплаты, это много-много того, что мы можем сделать для того, чтобы наши воины чувствовали, что они выполняют сегодня самую важную задачу
и мы их во всем поддерживаем. Конечно, эти меры постоянно развиваются. Вот мы недавно, в прошлом году, по указу главы приняли меры по обеспечению детей, которые учатся с 5 по 10, с 5 по 11 классам бесплатным питанием. Это и бесплатный проезд. Отдельно хочу сказать, что существуют программы по образованию, во-первых, для семей воинов, и не только для детей, но и для супруг воинов. И, конечно, наши ребята, когда возвращаются с фронта, они получают возможность получить квалификацию, получить либо новую профессию, либо переквалифицироваться для того, чтобы они могли сразу включиться уже в трудовой процесс и обеспечивать свои семьи. На самом деле этому уделяется очень большое внимание, и также реабилитация, конечно, наших воинов. Конечно, это касается и медицинских аспектов. У нас со всеми госпиталями в республике заключены соглашения. Во все эти госпиталя направляются бригады, между прочим, и из членов правительства, и из наших бюджетных учреждений. Очень много добровольцев со стороны населения, которые едут помогать в госпиталя и поддерживать наших бойцов. Поэтому я еще раз хочу сказать, что на сегодня это остается нашей самой главной задачей. Учитывая то, что в этом году юбилей Победы в Великой Отечественной войне, 80 лет, мы, конечно, бы очень хотели, чтобы эта дата, это знаменательное событие дополнилось самой важной нашей целью сейчас — это победой специальной военной операции. Ну и, конечно, этой победы ждет, наверное, вся республика и вся страна. И начинают поступать вопросы в WhatsApp. Один из них по теме я зачитаю: как и где пройти реабилитацию участнику СВО. Георгий Михайлович, наверное. Как сказал Кирилл Евгеньевич, у нас в республике осуществляется широкий комплекс мер поддержки участников специальной военной операции. В марте 2023 года решением главы республики была образована межведомственная комиссия по поддержке участников специальной военной операции, которая сегодня является составной частью республиканской комиссии «Вместе к победе». А еще в августе 2023 года правительство республики утвердило план комплексной реабилитации и социализации участников специальной военной операции. Здесь мы работу проводим по 3 основным направлениям. Это медицинская реабилитация, социальная реабилитация и социализация, которая включает в себя тоже достаточно широкий пласт работы. Медицинская реабилитация в основном у нас на сегодня осуществляется в 2 ведущих медицинских организациях нашей республики. Это Республиканская больница номер 1, Национальный центр медицины, и Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины. Кроме того, к медицинской реабилитации мы подключили государственный санаторий республики Бесчагда, который находится в Московской области. Безусловно, вся медицинская помощь участникам и ветеранам специальной военной операции также оказывается в полном объеме во всех медицинских учреждениях нашей республики. Социальную реабилитацию мы осуществляем как в городе Якутске, так и в наших опорных комплексных центрах социальной реабилитации. Это на базе наших центров в Нерюнгри, в Алекминске, в Нюрбе, в Амгинском, Оленёкском и Среднеколымском районах. Безусловно, здесь первенство как и по количеству прошедших реабилитацию, так и по широкому спектру тех реабилитационных мер, которые предлагает учреждение. Флагманом является Республиканский социально-оздоровительный центр и комплексной реабилитации инвалидов. Он пользуется очень большим спросом. Здесь проходят реабилитацию не только участники специальной военной операции, но также члены их семей. И здесь также предоставляется медицинская реабилитация и постреабилитация, особенно для инвалидов вследствие военной травмы и увечий. Здесь предоставляется широкий комплекс мер, которые адаптируют инвалидов, ветеранов специальной военной операции к повседневной жизни.
И хочу обратить особое внимание якутян, что с 1 января текущего года Социальный фонд Российской Федерации тоже включился в эту работу. И сегодня в реабилитационных центрах социального фонда наши ветераны специальной военной операции имеют возможность пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение. По всем указанным вопросам ветераны и участники специальной военной операции могут обращаться в филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», а также в органы социальной защиты. Что касается медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, наши ветераны и участники СФО также могут обратиться через портал государственных услуг и через клиентские службы Социального фонда Российской Федерации. И третье направление реабилитации и социализации участников СФО – это является профессиональное обучение и трудоустройство. Сегодня Государственный комитет по занятости населения занимается этим вопросом вплотную. Все центры занятости у нас ориентированы как на профессиональное переобучение участников и ветеранов специальной военной операции, также их трудоустройство. Особое внимание мы уделяем трудоустройству инвалидов, участников, ветеранов специальной военной операции. Так, наш республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов проводит профориентационную работу и обучение участников специальной военной операции, а также членов их семей. Поэтому хочу сказать, что та работа, которую мы сегодня проводим в рамках комплексной реабилитации и социализации, это только начало. И, безусловно, правительство республики и органы исполнительной власти республики готовятся к тому, чтобы обеспечить реабилитацию и социализацию наших воинов-победителей после нашей победы. Это еще большая работа, которую нам предстоит сделать. И, безусловно, правительство республики, органы местного самоуправления сегодня готовы к этой работе. То есть обращаться в фонд «Защитники Отечества», обращаться в соцзащиту, и тогда во всех вот этих перечисленных вами учреждениях без проблем можно пройти реабилитацию. Да. Спасибо, Георгий Михайлович. Суровая природа республики испытывает нас не только изнурительной и долгой зимой и морозами. Как вы, наверное, все прекрасно помните, весной прошлого года паводок оставил без крова несколько тысяч человек, были повреждены километры автомобильных дорог, взлетно-посадочные полосы, мосты, трубы, объекты жизнеобеспечения. Вслед за этим, не давая передыху, в республике был установлен пожароопасный сезон. Благодаря слаженной работе всех задействованных предприятий, населения, привлечении летной грузовой техники и правильно выбранной стратегии республика встретила природные стихии готовой. В 2024 году паводок и лесные пожары вновь испытали Якутию на прочность. Однако слаженная работа и опыт прошлых лет позволили избежать человеческих жертв и, несмотря на масштабы стихии, минимизировать материальные потери. В прошлом году ледоход на Лене достиг территории Якутии на 4-5 дней раньше многолетних значений. Паводок повредил в 2024 году свыше 1900 различных объектов в 4 районах республики. Наиболее сложная ситуация сложилась в Лёкминском и Намском районах. Виной тому заторы на реках. К ликвидации последствий приступили незамедлительно, проводили взрывные работы на льду, отселяли, эвакуировали жителей, отгоняли скот. Был введен режим ЧС федерального значения. Резко вода поднялась и подтопила поселки, раньше которые никогда не топила. Да, вот в данное время наблюдаем Маймага, Хатырык. И по пути в пойменных местах очень сильно быстро вышла вода. Прорваться было сложно, дороги не видно, вода глубокая. Сложная ситуация, в которую из-за разгула стихии попали люди, не оставила равнодушными жителей Якутии. Незамедлительно к оказанию помощи приступили волонтеры. Они собирали теплые вещи, продукты, участвовали в расчистке домов и дворов после отступления воды, помогали на стройках там, где это было необходимо. Наши предприниматели в своем кафе приготовили для людей, попавших в трудную ситуацию, горячее первое, второе блюдо и мучные. С
пострадавшими жителями Намского района встречался лично глава МЧС России Александр Куренков. Он поручил обеспечить семьи тепловыми пушками для просушки домов и помощью волонтеров. Более 985 миллионов рублей выделили на строительство и приобретение жилья взамен утраченного в результате весеннего паводка, а также на капитальный ремонт поврежденных жилых домов. В кратчайшие сроки была организована единоразовая выплата из бюджета республики. Сразу за одной стихией пришла другая – лесные пожары. Пожароопасный сезон в Якутии официально начался 6 мая. Из-за климатических условий он мог бы повторить масштабы пожаров 2021 года. Однако лучшая подготовка лесопожарных формирований позволила избежать ущерба объектам экономики. Несмотря на сложные метеорологические показатели, как отмечают эксперты, удалось снизить в 3–3,5 раза количество пожаров и в 6–6,5 раз площадь, пройденную огнем. За пожароопасный период 2024 года в Якутии в тушении было задействовано порядка 14 тысяч человек. Чтобы нивелировать главную причину природных возгораний – дефицит влаги, в республике продолжили эксперимент по искусственному вызыванию осадков. В этом году искусственные осадки вызывали сразу 3 зондировщика. Было выполнено порядка 66 полетов вместе с перелетами. Общий налет составил 225 летных часов. В конце августа прошлого года уже началась подготовка к следующему пожароопасному сезону. По итогам визита президента страны Владимира Путина в республику принято решение об увеличении финансирования в борьбе с лесными пожарами в этом году на 2,7 миллиарда рублей. В предстоящие 3 года будут созданы 5 новых авиаотделений, в том числе в следующем году в Витиме и в Сан-Яхтахе. Численность сотрудников авиалесохраны достигнет 703 человек. В целом работников лесопожарных формирований станет уже 1350 человек. Принятые на федеральном и региональном уровне решения позволят усилить службы и повысить контроль за природными очагами. А это значит, что приближающийся сезон стихии Якутия пройдет еще более уверенно. Ну что ж, прежде чем попросить прокомментировать этот сюжет Дмитрия Дмитриевича Садовникова, я хочу напомнить, что мы продолжаем принимать телефонные звонки по номеру 320101, 0111, простите, на WhatsApp по номеру 8 914 279 22 62. И мне говорят, что вопросы к нам поступают, они относятся к благоустройству, ЖКХ, здравоохранению, большая часть вопросов, транспорт и дороги, обеспечение жильем и ценообразование тоже волнует жителей. Дмитрий Дмитриевич, пожалуйста. Спасибо. Ну, действительно, огонь и вода – это самые, наверное, большие стихии, с которыми ежегодно республика сталкивается. И, конечно, паводок, который произошел в прошлом году, он один из примеров того, что сила природы, она имеет, как говорится, такой разрушительный момент, и надо быть к этому всегда готовым. Мы все равно по паводку имеем системный подход. Всегда ежегодно мы стараемся, как говорится, улучшить эту работу. Создаются 112 групп по подготовке к прохождению паводка. И прошлый год было не исключение. Здесь мы в прошлом году провели 13 подрывов, 79 заторных участков мы имеем в больших реках. И здесь то, что вот произошло и пока показывали вот в ролике, это, конечно, вот на нашей матушке реке Лена. Это Лёкминский район и Намский район. Пострадали 3898 человек. И благодаря своевременной работе и работе главы нашего региона Арсения Сергеевича Николаева материальная помощь была выделена, что с регионального бюджета и также с федерального бюджета. И мы считаем, что здесь работа проделана. Между тем, аварийно-восстановительные работы, которые были проведены, опять же, были проведены до отопительного сезона и были введены своевременно. В части, касаемой пожароопасного сезона, то он, как было сказано в ролике, он начался раньше, чем прошлые годы, 6 мая, и мы зафиксировали 1006 пожаров.
почти половину мы из них тушили, и реагирование на пожаров имеет в процентном соотношении 24,6%. И это лучший показатель, чем прошлые 5 лет. И мы эту работу будем усиливать. И благодаря визиту президента нашей страны в этом направлении финансирование увеличено с профильного министерства федерального. И, конечно, как было послание главы, мы в этом году будем создавать 2 авиаотделения в Алекминском и Ленском районе. И, конечно, считаем, что работа будет улучшаться. При этом мы прогнозы на лето уже получили. Конечно, они неутешительные, надо готовиться к этому. И мы в этом направлении работаем. Спасибо. Опять будут пожары, звонки, да? Давайте примем звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Барахов Андрей Александрович, я проживаю в городе Алекминского района. Вопрос будет связан с лесными пожарами. В прошлом году в нашем районе были большие лесные пожары, поэтому скажите, пожалуйста, в этом году будет ли работать самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков на горимых территориях республики? Спасибо. Ваш вопрос. Да, спасибо за вопрос. Конечно, Алекминский район в прошлом году горел сильно. Ситуация была осложнена тем, что пожары происходили в горной местности, где нету воды. И благодаря нашей работе лесопожарных сил населения Алекминского района, мы не допустили того, чтобы пожары подходили населенным пунктам, объектам экономики. Отчасти касаемо работы самолета-зондировщика, в прошлом году работали 3 самолета. Это наша, как говорится, мы единственный регион, который имеем свой самолет-зондировщик региональной авиакомпании. И мы с самого начала, если мы этот эксперимент с 2022 года начали, то мы в этом году увеличили финансирование почти 2,5 раза. И мы эту работу, конечно, продолжим. И эта работа поддерживается. Есть уже научные, как говорится, заключения о том, что эта работа правильная. И благодаря этой работе мы, скажем, на вот эти сухие погодные явления заранее, как говорится, здесь готовим почву, чтобы эта работа, эти пожары и беды минимизировать. И здесь, конечно, эта работа поддерживается и главой республики, председателем правительства. Конечно, мы на это уделяем особое внимание. Конечно, это очень важное направление. Спасибо вам большое. Мы продолжаем наш эфир. Успешная реализация планов развития российской Арктики позволит укрепить экономический и стратегический потенциал страны, обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность, сохранить уникальную природу и поддержать коренные народы. Это основной посыл стратегии развития арктической зоны России, подписанной президентом нашей страны Владимиром Путиным. Арктическая зона Якутии охватывает несколько улусов республики, и в каждом из них активно проводятся работы, направленные на улучшение качества жизни северян. Арктика – далекий и труднодоступный регион, где сообщение со столицей Якутии большее время года ведется исключительно воздушным транспортом. И несмотря на это, развитие арктических районов не только продолжается, но и набирает обороты. Одним из знаковых проектов 2024 года стала разработка мастер-планов агломерации Тикси-Найба, которые объединят населенные пункты и создадут настоящий северный оазис – современный логистический центр Арктики. Это непосредственно проектные решения. Проектные решения носят как общий характер, стратегически касающихся и поселка Тикси, и села Найба, и территорий вокруг этой единой зоны расселения. И, конечно, конкретные решения по зданиям, благоустройству, объектам. Результатом многолетнего территориального планирования стали мастер-планы для депутатского Усть-Куйги, Оленька и Чукурдаха. Проекты учитывают все потребности местных жителей и развитие экономики. Реализация мастер-планов – вопрос не одного года. А вот то, что удается добиться здесь и сейчас – это обеспечить Арктику стабильной связью. В рамках проекта «Синергия Арктики» в феврале 2024 года была введена волоконно-оптическая линия связи по маршруту Жиганск-Бестях-Баханай. Проект уже изменил качество жизни в населенных пунктах.
Ну, в первую очередь, высокая скорость интернета позволит в полной мере организовать работу в единой государственной информационной системе здравоохранения. В ЦРБ у нас будут организованы онлайн-телеконсультации с нашими флагманскими республиканскими организациями, что все это позволит сократить время и средства пациентов. Сейчас уже подписан на онлайн-курс из школы Парта. И с нашим медленным интернетом единственное, что я мог делать, это брать их задания, которые они отправляли. А сейчас с быстрым интернетом я смогу участвовать в вебинарах, что поможет мне самому подготовиться по темам, которые я не понял в школе раньше. За год в арктической зоне Якутии ввели в работу сразу несколько социальных объектов. Среди них современный больничный комплекс в селе Хану, многофункциональный спортзал и этнокультурный центр. На развитие российского севера работает программа переселения из аварийного жилья. Только в 2024 году введено 12 многоквартирных домов. Улучшить снабжение севера помогают торгово-логистические центры. Сейчас их действует уже 9. В прошлом году в работу ввели 2 в Булунском и Жиганском районах. Я очень рада, что у нас в Жиганском улусе открылся оптовый магазин. Я очень рада. И пусть девочка работает в такой светлой, просторной, теплом доме. И я купила масло растительное дешевле, чем в магазинах, сахар. Только за прошлый год в Якутии открылось 2 цеха по производству кисломолочной продукции. А еще заработал федеральный закон о северном завозе, разрабатывать который помогала Якутия. Вместе с республиканскими программами это позволяет сделать обеспечение жителей продуктами и товарами первой необходимости более надежным. Ну что ж, Ольга Валерьевна, догадались, наверное, по содержанию сюжета, что вам слово. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Конечно же, Арктика была и остается уникальным регионом как для всей Российской Федерации, так и для Республики Саха-Якутия. В 2024 году глава Республики Саха-Якутия в новой редакции подписал указ о развитии арктической зоны республики, в которой определил основные базовые позиции, связанные с развитием жизни жителей арктической зоны. Это прежде всего, конечно же, улучшение качества жизни жителей на территории, модернизация социальной инфраструктуры и создание комфортного пространства. И, конечно же, прирост инвестиций в основном капитал не менее чем в 5 раз к уровню 2023 года. Имея достаточно серьезное внимание президента страны к развитию арктической зоны республики, нельзя не сказать о тех моментах, которые связаны с разработкой мастер-плана поселка Тикси-Найба, соответствующим кооперированием с Министерством Дальнего Востока и правительством в целом Российской Федерации. Я думаю, что действительно это не пафосные слова, а мастер-план Тикси-Найба, который уже обсужден на базовых площадках, даст новый толчок для развития этого уникального региона как такового. В целом, всей арктической зоне на протяжении 2024 года уделялось достаточно серьезное внимание со стороны правительства Республики Саха-Якутия. Построенные, как уже говорилось в сюжете, многофункциональный спортивный зал в Жиганске, введены 2 новых торгово-логистических центра. Таким образом, на настоящий момент у нас появилось 13 торгово-логистических центров, которые уже, по сути, введены в единую сеть разрешения продовольственной безопасности на территории арктической зоны. Новым вызовом для нас и в целом продолжающимся вызовом является, конечно же, компенсация накопленного экологического вреда в арктической зоне. Ведь ни для кого не секрет, что остатки советского прошлого, которые есть в арктической зоне, оно достаточно в большом количестве имеет место быть. И именно 2024 год был для нас серьезным испытанием, и мы выполнили его. И за этот год было собрано волонтерами на территории ряда улусов 700 тонн металлолома, в то время как за 4 последние года мы собрали 1,6 тонн металлолома. И дальше будем продолжать в этом направлении работать. Наша республика Арктика всегда была, есть и остается территорией проживания коренных малочисленных народов Севера, чей традиционный уклад является для нас, жителей республики, священным. Для нас он является основным и базовым с точки зрения его защиты. Поэтому сохранение
этнологической среды было и будет являться у правительства одним из основных направлений. Только в 2024 году было проведено 11 этноэкспертиз, по результатам которых 10 родовых общин, 10 муниципальных образований и 3 муниципальных предприятия получают и будут в дальнейшем получать на протяжении длительного времени свои компенсационные выплаты. Говоря в целом о своем курируемом блоке, необходимо обратить внимание, что 2024 год для нас прошел также под эгидой клиентоцентричности. В середине года был открыт непосредственно единый центр предоставления государственных услуг Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Саха-Якутия. Появилось место в целом в городе Якутске, в котором предоставляются все эти услуги, начиная от госуслуг, связанных с регистрацией автотранспорта и паспортно-визовых услуг. Мы пошли ближе к клиентам, ближе к вызовам, которые сегодня прежде всего определяют жители республики. Это нормативно закрепили постановлением правительства возможность регистрации брака в таких красивых и уникальных местах Якутии, как Национальный парк Ленские столбы, площадь республики, Центральный парк культуры и отдыха города Якутска. Конечно же, и в дальнейшем проводим работу с муниципальными образованиями. Уже появились заявки на подобного рода удаленные рабочие места от глав Мирнинского, Алданского и Оленёкского районов. В этом году исполняется 25 лет мировой юстиции республики. И для удобства граждан буквально недавно, на прошлой неделе, было открыто новое здание благодаря решениям правительства, которое соответствует всем требованиям, установленным для защиты прав и законных интересов граждан, для мировых судей. Все 13 участков, которые есть в городе Якутске, они собраны в одном месте, в центре города. И я думаю, что это даст определенного рода и удобства для граждан, и в целом создаст условия для более комфортной защиты прав и свобод граждан. Необходимо обратить внимание, что обновление свое в 2024 году получило и направление, которое связано с молодежным патриотическим воспитанием на территории республики. Обновлены новые у нас объекты, где размещен Центр социально-психологической поддержки молодежи. Обновлены объекты старейшей общественной организации Ассоциации подросток, а также волонтерский центр, который является, по сути дела, таким сердцем, в который, начиная с ковида и до настоящего момента, собираются люди для того, чтобы помочь другим, кто оказался в тяжелой беде. Соответственно, они получили и свое здание. Нужно обратить внимание и на тот факт, что правительство планомерно продолжает работу по решению задач, поставленным Верховным главнокомандующим Российской Федерации в этом году. Также при выполнении задания по комплектованию войск Министерства обороны республика справилась с задачами. Наши бойцы, в том числе контрактники, мобилизованные, проявляют беспрецедентное мужество, патриотизм, силу духа, отвагу и благородство. И мы говорим, что многие земляки, удостоенные высоких государственных наград за проявленный героизм, это сегодня из них 11 получили звание Героя России, в том числе 2 посмертно. И, конечно же, нужно обратить внимание, что на настоящий момент, по данным военкомата Республики Саха-Якутия, уже около 400 якутян имеют ордена мужества. И, конечно же, награды вручаются у нас и в войсковых частях, и поэтому я думаю, что награжденных орденами мужества значительно больше. Вот эта ситуация, в которой мы находимся, она возлагает и продолжает возлагать на нас обязательства, которые исходят из человеческих наших историй. Вот во время отчетов хочется обратить внимание на то, что во время отчета вопросы, связанные с поддержкой семей, мобилизованных граждан, участников специальной военной операции, он оставался одним из самых актуальных. И вот ситуация, которая возникла в Горном Улусе, тогда, когда на самом прямо отчете правительства была выявлена, был задан вопрос, и прямо вот в день нахождения нас в Бердигистяхе семья была, к сожалению, из-за нескоординированных действий муниципальных властей, энергоснабжающая организация, ресурсно-снабжающая организация, семья, у которой 2 сыновей находятся
в зоне специальной военной операции, оказалась отключенная от света. Но я думаю, что нам стоит задуматься о том, что, да, безусловно, специальная военная операция до сих пор идет. Мы находимся, мы проживаем в ней, но равнодушие или нескоординированности мы не имеем права никакой допускать. И, конечно же, отрасль, которая одной из самых больших, является сегодня в курируемом мной блоке, это экологическая отрасль. В 2024 году нам удалось, наконец-то, после всех достаточно сложных переговоров, после споров, принять концепцию развития охотничьего хозяйства в Республике Саха-Якутия до 2035 года, и она была подписана главой республики. Эта концепция однозначно направлена как на воспроизводство непосредственно животного мира, в том числе и численность охотничьих видов животных, да позволит нам снизить нелегальную добычу, сохранить традиционные виды охоты и, соответственно, разработать привлечение инвестиций в охотничье хозяйство. В части экологического направления республика в этом году, правительство, во-первых, возглавило 5 лидеров России по естественному лесовосстановлению, выполнив годовой план на 107,4%, по площади на 203 тысячи гектар. И с 2005 года республика принимает участие во Всероссийской экологической акции «Вода России» и по итогам 2024 года вошла в топ-5 среди регионов, заняв 4 место. Это большое достижение, потому что этому следует достаточно такая вот плановая работа совместно правительства с муниципалитетами, для того, чтобы обеспечивать экологическое состояние и благополучие непосредственно нашей республики. И, конечно же, я особо хотела обратить внимание на 2 момента, которые связаны с охраной наших 2 краснокнижных видов. Это белый медведь и стерх. 27 февраля 2024 года стартовал российский проект «Медвежий патруль». Благодаря принимаемым мерам природоохранных численность в последнее время белого медведя также растет. И нужно обратить внимание, что впервые нам удалось осуществить и зафиксировать непосредственно в местности Охотский перевоз. Рекордное количество восточной популяции стерхов, 6728 особей. Цифру данную подтвердили в том числе коллеги из Китая. И, соответственно, развитие этих 2 направлений будет также получать свое продолжение. Спасибо, Ольга Валерьевна. К нам продолжают поступать вопросы. Работает колл-центр. Все вопросы в прямой связи отрабатывают команды наших заместителей, представители правительства, министры, замминистры. Так что, если ваш звонок не попал в эфир, не расстраивайтесь. И по WhatsApp также поступают вопросы. Я хочу один из них зачитать. Здравствуйте, я проживаю в аварийном доме в городе Алдан. Мой дом признали аварийным в 2021 году, и он не вошел в действующую программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Хочу уточниться, когда завершат действующую программу и начнется новая программа переселения, куда войдет мой дом. Давайте я отвечу, потому что, во-первых, я лично был на отчете в Алданском районе, и хочу сказать, что вопросов по переселению из ветхого аварийного жилья в Алданском районе звучит очень много. Почему? Потому что на протяжении многих лет мы понимаем, что с развитием транспортной инфраструктуры Советского Союза образовывались бамовские поселки, и такая вот быстрая шагающая индустриализация, она предполагала строительство достаточно такого быстро возводимого, но не особо качественного жилья. К сожалению, многие наши граждане до начала реализации 2-го этапа программы переселения, которая была в рамках национальных проектов с 19 по 24 год, до этой программы практически эти вопросы не решались. И те объемы аварийного жилья, ветхого жилья, которые мы видели при начале реализации программы, они, по сути, нас, конечно, не сказать шокировали, но очень впечатляли, и мы особый акцент сделали именно на развитие этой программы для переселения наших южно-якутских поселков, городов, город Алдан, город Томот. Как раз они, по сути, были перестроены заново за время действия 2-го этапа программы переселения.
по Алдану было построено более 50 новых многоквартирных домов. В Тамоте также большое количество домов было перестроено. Там целые микрорайоны образовывались уже с новым качественным жильем. Программа по республике второго этапа, которая предполагала переселение из домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, она в этом году уже завершается. То есть вот сейчас сдаются те дома, которые строились по этапу 2024 года. Несмотря на то, что эта программа самая большая в стране по объему аварийного жилья, это более 1 100 000 квадратных метров по нашей республике. Это 11% всего ветхого аварийного фонда нашей страны. И несмотря на это, мы за второй этап, конечно, не выполнили программу переселения всего ветхого фонда. У нас остается достаточно большое его количество. И в связи с этим президентом был анонсирован новый национальный проект. И этот проект предполагает переселение уже оставшегося аварийного фонда. Новый национальный проект называется «Инфраструктура для жизни». В рамках него те дома, которые были признаны после 1 января 2017 года и до 1 января 2022 года, все попали в эту программу. Поэтому для конкретного заявителя, который в WhatsApp вам сейчас отправил свое сообщение, хочу сказать, что его объект попадает вот в текущий, следующий этап программы переселения. Конечно, было много вопросов, связанных, а когда эта программа начнет свое действие, каким образом, как это будет происходить. Хочу сказать, что в настоящее время идет принятие изменений в жилищный кодекс. Это будет в рамках федерального закона, который сейчас в Государственной Думе дорабатывается и в ближайшие, уверен, месяцы будет уже принят. Там будет полностью изложен весь порядок, по которому пойдет действие нашего нового этапа программы. И по городу Алдану хочу сказать, что у нас 7,5 тысяч жителей на сегодняшний момент уже переселено. Это порядка 156 тысяч квадратных метров. То есть это больше, чем 10% от всей якутской программы, от всей нашей республиканской программы. Примерно такое же количество жилья еще остается на второй программе. Поэтому я уверен, что мы с этой задачей тоже справимся. Как я уже сказал в своем вступительном слове, наш строительный комплекс перешел на качественно новые масштабы, рельсы своего развития. Мы действительно так вот его, говоря современным языком, раскачали. Он на сегодня способен строить более 3/4 миллиона, 750 тысяч квадратных метров в год. Я думаю, что эти темпы будут сохраняться, и в рамках этого, ну, скажем, такого уже потенциала, в рамках такой инерции мы, безусловно, справимся и с третьим этапом программы переселения, в который войдет и вошел уже, если он был признан до 1 января 2022 года, объект нашего заявителя. То есть это касается не только Алдана, то, что вы ответили, конечно, всех? Конечно. Это касается всей республики, это касается всей страны, поскольку, повторюсь, это национальный проект, который был анонсирован президентом. Спасибо, Кирилл Евгеньевич. Я напомню, что этот вопрос поступил к нам по WhatsApp на номер 8 914 279 22 62. И также звонки в течение эфира принимаются по номеру 32 01 11. Якутия занимает 3-е место среди субъектов Дальнего Востока по объему валовой продукции сельского хозяйства. Главная цель, которую поставил Дархан, добиться роста объемов продуктов питания, выпущенных под маркой «Сделано в Якутии» в 1,5 раза к 2030 году. Об итогах работы отрасли давайте посмотрим следующий сюжет. Чем больше разнообразия продуктов на прилавке, тем ниже ценник. Жители Якутии должны иметь возможность чаще покупать товары местных производителей. Именно на это направлены меры поддержки, которые оказывают сельчанам в республике. Почти 15 миллиардов рублей составила сумма субсидий сельхозпроизводителям Якутии в 2024 году. Средства идут на развитие животноводства, табунного коневодства и растеневодства, поддержку северного домашнего оленеводства, обеспечение производства и переработки продукции в районах. Благодаря этим мерам растет объем валовой продукции сельского хозяйства.
Большую роль играют сельскохозяйственные кооперативы и предприятия. С их помощью по итогам 2024 года самообеспеченность картофелем составила 61%, овощами более чем на треть. По овощам открытого грунта у нас где-то по городскому округу план 400 гектаров. Из них 233 гектаров это у нас крестьяне. Якутия – лидер в России по поголовью табунных лошадей. Их в Северной Республике насчитывается более 243 тысяч голов. Большое внимание уделяется крестьянским хозяйствам, занятым в разведении парнокопытных. У нас есть свои быки-производители. По первой же случке корова осеменяется быками, соответственно, она это приносит потомство рано. Среди сфер, которая активно развивалась в прошлом году в Якутии, птицеводство. За это время выросло поголовье птицы. На 6 миллионов штук увеличилось производство яиц. И все благодаря проведенной технической модернизации на якутской птицефабрике. Действовавшей стратегии, которая действует у нас по 2024 год, у нас была задача достичь показателя 100 миллионов яйца в год. Мы этот показатель достигаем в этом году. Главное решение, принятое в прошлом году, дать больше самостоятельности муниципальным образованиям. Им передаются государственные полномочия по всем 15 направлениям поддержки. Объемы субвенций увеличены на 900 миллионов рублей до 8,9 миллиарда рублей. Ставки и категории получателей субсидий будут теперь определяться в каждом улусе самостоятельно. За 2024 год в Якутии увеличился объем производства молочной продукции до 11,8 тысяч тонн, мясной продукции до 4,3 тысячи тонн. По сравнению с 2023 годом увеличены объемы производства сыров на 5,5%, охлажденного мяса крупного рогатого скота лошадей более чем на 10%. Эта работа местных товаропроизводителей получает поддержку со стороны жителей Якутии. Все свежие. Я здесь постоянно покупаю. И яйца всегда свежие. Постоянно мы здесь покупаем. Аграрно-промышленный комплекс в республике не стоит на месте. Стратегический указ главы Якутии предполагает увеличение объема местного производства в 1,5 раза к 2030 году. Сергей Васильевич, прокомментируйте, задача достижимая? Да, добрый день, уважаемые жители республики. Действительно, Якутия является одним из тех регионов, который на государственном уровне ведет целенаправленную политику по поддержке и развитию сельского хозяйства. Для нас сельское хозяйство – это не только отрасль экономики, но и традиционный уклад жизни населения нашей республики. И этим объясняется огромное внимание, которое уделяет глава республики Арсений Сергеевич Николаев, правительство республики, Госсобрание Ильтумен и все органы местного самоуправления. И по итогам прошлого года мы достигли рекордного объема господдержки развития сельского хозяйства, который достиг 15 миллиардов 900 миллионов рублей. Конечно же, ведение сельского хозяйства в нашей республике, оно имеет определенные трудности по сравнению с теми регионами, которые находятся в более благоприятных условиях. Наши природно-климатические особенности, наша транспортная сложность создают для нас определенные препятствия. И вот почему мы уделяем большое внимание тем мерам государственной поддержки, которые мы сегодня закладываем в программу развития сельского хозяйства. Значительная часть средств, которые направляются на развитие сельского хозяйства, конечно же, идет на поддержку традиционных видов. Это животноводство, это скотоводство, табунное коневодство, это домашнее оленеводство. И, как уже было сказано, мы являемся по этим видам лидерами среди регионов Российской Федерации. По количеству лошадей первое место занимаем, а по северному домашнему оленеводству третье место занимаем. И, соответственно, нам необходимо продолжать усилия по созданию необходимой инфраструктуры. Это животноводческие комплексы, это коневодческие базы, это изгороди и другие сооружения, которые позволяют нам держать это поголовье. Мы значительную часть средств также выделяем на заготовку молока. И по итогам прошлого года на заготовку молока, на
субсидийного поголовья крупного рогатого скота мы достигли порядка 7 миллиардов рублей. Я хотел бы остановиться на ключевых целях в развитии сельского хозяйства, которые были определены в прошлом году главой республики. Это, конечно же, прежде всего обеспечение качественной местной продукции. Мясной продукцией, рыбной продукцией, овощами, молочной продукцией, хлебобулочными изделиями, чтобы на столе каждого якутянина была свежая, качественная продукция, произведенная здесь, в республике Саха-Якутия. И глава республики в прошлом году подписал указ о развитии местного производства, тем самым определил для нас вектор дальнейшей работы до 30 года. При этом поставлена амбициозная цель достичь, как было сказано, до 30 года увеличения объемов местной продукции в 1,5 раза. И именно на достижение этой цели мы сегодня ориентируем нашу государственную политику, не только нашу государственную политику, но и работу органов местного самоуправления. Находясь с отчетом правительства в муниципальных образованиях, в улусах республики, мы воочию увидели, что органы местного самоуправления, местные производители уже начинают реализовывать эту политику, уже создаются новые хозяйства, переработки. И это говорит о том, что есть интерес, есть желание заниматься сельским хозяйством у населения. Конечно же, мы будем дальше продолжать работу по строительству инвестиционных объектов, коровников, животноводческих комплексов, понимая, что уменьшается поголовье крупного рогатого скота именно среди личных подсобных хозяйств, нам необходимо создавать условия для содержания скота в крупных хозяйствах. Не только в крупных, но и в фермерских хозяйствах, индивидуальных предприятиях. Для этих целей мы в своей программе будем определять финансирование для стимулирования строительства таких комплексов. При этом хотел бы определить, что развитие сельского хозяйства напрямую зависит в целом от развития села, как населенного пункта с точки зрения экономического и социального потенциала. И для этих целей у нас работает комплексное развитие сельских территорий, которое реализуется на федеральном уровне, и республика принимает активное участие. И цель этой программы именно создание условий жизни на селе с точки зрения обеспечения дорожной инфраструктуры, обеспечения социальными объектами. И именно благодаря этой программе только в прошлом году мы ввели 3 крупных социальных объекта в муниципальных образованиях нашей республики. Это дома культуры в Лангинском улусе, 2 объекта были введены, и завершен крупный спортивный комплекс в селе Сунтар Сунтарского улуса в рамках комплексной программы развития сельских территорий. Ведется строительство индивидуальных жилых домов, также создается инфраструктура типа водопроводов, других видов коммунальной инфраструктуры. И это все делается для того, чтобы жизнь на селе была комфортной, удобной для наших жителей, и мы эту работу будем продолжать. Ну что ж, мы надеемся, что она такой и станет в скором времени. Спасибо, Сергей Васильевич. И мне говорят, что у нас есть звонок по теме. Алло, здравствуйте. Масаха Михаил Демин, Майяттан Эребин, бәм 2 нақтақпын, 2 нақ көрімін білген күнге 35 литрі ғыбын, онықты бәбір түміктерін ұстағы жабын. Білген, аты бұл деревне егер оны тоғырық елінен бәм батырамын, переработкаламын, үш продукцион орауын, сөйгей, туғырақ, онынан бажыты әлденде сығырат картын орауын, бәм аналистик бар орауын атылыбын, но 1 литрі үтім үш мәйақ бәйін соқылы кет ағыста. Олен, абырат қачыта күдікті даған әлбәқ әбет, онына абырат олыс туғалақ үші продукция боларын бұл хаятым білдім. Оны ғынан бұл билген переработка барамын, билген займыламын, өсі кырды кулатамын 300 килоға, оны 500 килоға бору боламын, сағалам производство атақарылырым. Бияқа бұл сақабыт серігер bütün Россия дүттен самы үбіленер қайысқабы дүтті білен тұрақтай қайыстывата, оны үбіл қандық тергеуіңі оқ темен бұл бігергетін оларабын. Онытта мен субсидияны бұл саңа көліне кейті бұғытынан мен субсидияны қолбыра босқа қачуды көйді өппін. Субсидия хем бей қананы метерген, рынағынан ірген кәлін бейге бүджепіт қаңағанығыр, оны сақа керін олығы тұпсарығар, оны күскіме бұлықтақтын өддібін. Оныттан бұл онық боларығар білен тұрақтай қайыстывата
мен санабар биге экспортка барыппын нада диханыбын биге арыбыт андойду гадин бербекеле таккан биге гудук миннигес онна тухала арыханна да ох эбит ол биге күлүспек болонча биге оларыны тазойду gatlamы спрос өскетемит би предложение бутын күскә сайнырып бутынча оны бияка оны үледир оттар кезикте тахыктырып неден бу битегер ыйдак бумарыбын билген то ник сагалырга улахан объемга сразу сагалырга тутатына күз көмө күзгө улаханы кийбет билген тыгыракан кемге жон элбек качыда долго болу. Онотон бу саңа кайыска быйылгыттан ток саңа субсидиялар баалары онда переработка производство ток көмөлдөрүн оголларын өсүбүдө бааста атланы де кытту демин ыйдабын. Барытар мактал биги сахабы тере продукцияда андыйдыга бу пирас бу жар тактактаны мактал. Так, ну вот это фермер, который разводит коров, насколько я поняла, он субсидии он получает, займ получил, он доволен. Какие еще вот субсидии есть? Какая помощь? И да, и он сказал, что мы должны выйти на мировой рынок со своей сельхозпродукцией. Масаха Михаилга ыйтын ихин мактал болдун. Бу биге бир колобур оңостор кихибет бейтин эдер кихите хиригер таксан үрели хамды хиджер сүйү аз көрөр. Онна карага оттак иникетин бу эгини сайынран өсөкеңетер хыллахарутак ки. Вопрос действительно имеет большую актуальность, и мы прежде всего очень рады, что такие молодые люди появляются на селе, занимаются животноводством, скотоводством, и у них самое главное есть желание расширять свое производство. И об этом говорит в том числе пример Михаила, который сейчас в Мегино-Кангаласском лусе занимается сельскохозяйственным производством. А что касается мер поддержки, то существенное изменение, которое произошло с этого года, это передача полномочий органам местного самоуправления. Если до текущего года меры поддержки определялись именно Министерством сельского хозяйства, объемы, направления, то сейчас главы муниципальных образований совместно с представительными органами получили возможность самостоятельно определять те направления, которые для них интересны и стратегически важны. Это может быть животноводство, скотоводство, для кого-то может быть интересно овощеводство, зерноводство. В каких-то улусах развито оленеводство, и, соответственно, они могут самостоятельно делать приоритизацию и оказывать меры поддержки тем хозяйствам, которые занимаются. При этом, конечно же, в этом году объем господдержки в рамках переданных полномочий достигнет порядка 9 миллиардов рублей. И в некоторых муниципальных образованиях, где большое поголовье КРС и большие хозяйства, оно может достичь порядка 400-500 миллионов рублей. И это позволит самим главам муниципальных образований оказывать меры поддержки тем хозяйствам, которые действительно реально работают на местах. Кроме того, со стороны Министерства сельского хозяйства будет продолжена работа по созданию животноводческих комплексов. Если у фермера есть желание расширять свое хозяйство и прежде всего строю, то мы окажем поддержку в строительстве животноводческих комплексов, коровников на местах. Спасибо, Сергей Васильевич. Это большая вообще сумма, 9 миллиардов, да? Передали, значит, муниципалитетам. Муниципалитеты теперь сами могут решать. Деньги передали вместе с полномочиями. Все мы понимаем, что транспортная доступность – это одно из главных требований развития региона. В условиях наших бескрайних просторов это, конечно, сложнейшая задача. Но, несмотря на все вызовы, Якутия занимает второе место среди субъектов Дальневосточного федерального округа по вводу региональных автомобильных дорог. Возводятся мосты, ремонтируются дороги, реконструируются аэропорты. Но все же самое долгожданное событие для всех якутян, конечно же, это строительство Ленского моста. Повысить транспортную доступность даже отдаленных сел – такую задачу ставят власти республики. Только за прошлый год по президентскому национальному проекту отремонтировано почти 400 километров дорог. По поручению главы республики Айсена Николаева начато асфальтирование трассы Амга. Уже проложили более 17 километров, а в текущем году планируется асфальтирование не менее 15. И задача стоит, чтобы все 159 километров дороги от Майи до Амги в ближайшие несколько лет были полностью спроектированы и где-то реконструированы, где-то должен быть проведен капитальный ремонт с асфальтобетонным покрытием.
За год возведены и отремонтированы 5 мостовых переходов. Среди них переправы через реки Альчан на автодороге Яна, Куйдысу на Кюбеме на дороге Аймикон, Хатын-Юрях на трассе Кабяй. Отчаянно в ремонте нуждался мост через реку Чуаналыр в Мирнинском районе. Прежняя переправа, построенная в 1970-х годах, находилась в аварийном состоянии. К работам подрядчик приступил в 2023 году. У нас конструкция, она болтосварная, то бишь у нас ортотопные плиты будут все вариться. То бишь в августе месяце мы должны будем провести сварку. В августе прошлого года первый заместитель председателя правительства Дмитрий Садовников в ходе визита в Мирнинский район убедился, что работы по реконструкции моста идут без отставаний. А уже в ноябре мост открыли парадом большегрузных машин. В столице республики после реконструкции открылся участок дороги Умна с протяженностью чуть больше 8 километров. В 2025 году ремонт этой трассы продолжится в 3 районах республики. Это будет 4-полосная дорога с разделительной полосой посередине, покрытие капитальное, асфальтобетонное. Для движения пешеходов от остановочных площадок к жилым зонам предусмотрено устройство тротуара с перильным ограждением, автобусные остановки 12 штук. Этого события ждали все якутяне. По поручению президента России начато строительство Ленского моста. В октябре 2024 года установлена первая буронабивная свая под опорой моста. Здесь сейчас в Якутске, по сути, создается новая индустрия. Потому что таких мостов никто в мире не строил, и сюда заводятся в том числе уникальные технологии. Используются специальные бетонные заводы в арктическом исполнении. Строительство моста позволит обеспечить Центральную Якутию необходимым грузом в период ледостава, а также решить проблему транспортной связанности в весенний и осенний периоды. Этот мост ждали у нас даже больше, чем дорогу, на самом деле, по большому счету. Дороги, мосты, соединения всегда положительно на экономику влияют. Если мост появится, то столица нашей республики будет доступна для всех заречных улусов, для всех жителей. Для обследования здоровья, оказания помощи все-таки нам необходимо вот этот мост через реку Лена. На смену национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» пришел новый – «Инфраструктура для жизни». В этом году по проекту в республике планируется отремонтировать порядка 120 километров дорог и 5 мостовых переходов. Это итоговый отчет правительства Республики Саха-Якутия перед населением. Я хочу напомнить, что звонки принимаются по номеру 320111. Сообщения принимаются в WhatsApp на номер 914-279-2262. И сейчас хочу передать слово Дмитрию Дмитриевичу Садовникову по поводу Ленского моста. По поводу сюжета, пожалуйста. Ну, сюжету тут добавить-то можно и, как говорится, нечего, да? Но в то же время чуть-чуть скажу. Уже действительно вот такой вечный вопрос во всех отчетах муниципальных, региональных всегда звучал вопрос строительства моста Ленского. И сегодня уже мы в октябре месяце, 18 октября, забили первую сваю, и эта работа сегодня продолжается. 30 января мы получили полностью экспертизу проектно-сметных документов, и сегодня эта работа, как говорится, идет завоз техники, инертных материалов, и я думаю, что эта работа только будет, как говорится, ускоряться и усиляться. Что касается региональных дорог, о чем было сказано, то здесь хочу сказать, что вот этот национальный проект безопасной качественной дороги, это был такой, наверное, самый осязаемый, эффектный такой проект, который люди видят. И сегодня хочу сказать, что вот мы за счет реализации этого проекта отремонтировали 395 километров, из них федеральных 173, региональных 162 и 60 муниципальных. Сегодня, как было выше сказано, новый проект запускается, и входят города городские, которые имеют количество жителей 20 тысяч. Да, 20 тысяч, где и таких городов у нас 4. Если раньше мы больше, как говорится, уделяли внимание столице республики, то сейчас уже попали такие
города, как Ленск, Мирный, Алдан. И я думаю, что здесь мы должны к 30 году привести в нормативное состояние дорог этих городов на 85%. И эта работа сегодня уже целенаправленно профильным министерством идет с муниципальными образованиями. Конечно, в прошлом году мы начали впервые закладывать асфальт по региональной дороге Амга. Были введены 55 мостов. И сегодня тоже эта работа продолжается. Мы продолжим по этим направлениям. И уверен, что у нас это получится. Спасибо. Тут как раз вот есть в WhatsApp вопрос на тему, когда будет отремонтирована жизненно необходимая трасса Ленск-Мирный. Почему работа затягивается, когда трассу приведут в надлежащее состояние? Вот я не знаю, вы ответите, или, может, Ольга Валерьевна, раз уж вы там с отчетами были. Ну да, наверное. Исходя из того, что уже на протяжении многих лет я отчитываюсь непосредственно в Мирном и в Ленске, то вопрос как раз состояния дороги Мухтуя, автодороги Мухтуя, он задается жителями и Ленска, и Мирного одновременно, да? Потому что некогда достаточно, в общем-то, транспортно доступный населенные пункты и район, как Ленский район, он был, наверное, один из самых доступных, было все нормально с, значит, перевозками, связанными, например, по воздуху, с перевозками, связанными по реке. И теперь, значит, непосредственно у них остается одна перевозка, к сожалению, остается одна перевозка по дороге, и он в какой-то момент вообще просто-напросто стал практически отрезанным от, значит, вообще в целом. Эта дорога, по сути дела, у них такой была, такой, как даже можно сказать, дорогой жизни. Этот вопрос всегда очень остро вставал, и поэтому с Дмитрием Дмитриевичем мы договорились о том, что этот вопрос находится на постоянном контроле, и насчет в течение 2 лет его ведем достаточно плотно. На настоящий момент уже, и вновь, вот уже когда мы на этом отчете были, вместе с представителями Минтранспорта, уже ответили за, условно говоря, те километры, которые на настоящий момент отремонтированы. И вот сейчас, в 2025-2028 году, осталось нормативное состояние привести 90 километров. Но это один из тяжелейших участков, на который будет обеспечено вот это вот нормативное состояние. В текущем 25-м будет осуществлен ремонт, как соответственно говорит у нас сегодня Министерство транспорта, как раз на 113-м километре и на участках с 26 по 46 километр. Жители, когда высказывали свою позицию, вот это как раз пример тогда, когда правительство, жители очень четко, мы слышали правительство, то, о чем говорили жители. Они говорили, что в основном ненормативное состояние непосредственно дороги привели у нас недропользователи, которые без весового контроля по этой дороге осуществляли свой проезд. Но еще мы прекрасно понимаем, что западная часть Якутии одна из развивающихся частей, да, и дает у нас серьезные налоговые поступления в бюджет. И поэтому вот здесь базовым, одним из технических условий по этой дороге было конкретное хорошее, качественное, инновационное весовое оборудование, которое позволит дальше поддерживать эту дорогу в состоянии надлежащем. Но мы ждем ее окончания к 2028 году. Работы все идут строго по графику. Спасибо, Ольга Валерьевна. Все для блага жителей страны. С такой масштабной целью были разработаны и внедрены в жизнь национальные проекты, утвержденные президентом нашей страны Владимиром Путиным. Они охватили все аспекты жизни россиян. Здравоохранение, безопасные дороги, демографию, культуру, предпринимательство, туризм и другие. Цифры говорят сами за себя. В республике в рамках нацпроекта введено 146 объектов социальной инфраструктуры, 28 школ, 26 детских садов, 76 объектов здравоохранения, 8 объектов культуры, 8 объектов спорта. И это только то, что касается социальной сферы. В России подводят итоги национальных проектов, которые стартовали по инициативе президента страны Владимира Путина в 2019 году. В Якутии за эти 5 лет благодаря нацпроектам произошли большие изменения. Регион показал отличный темп реализации программ по всем направлениям, войдя в тройку лучших по объемам привлеченных средств. Всего в регионе введено 146 объектов социальной инфраструктуры: поликлиники, больницы, современные школы и детские сады, центры культуры и физкультурно-оздоровительные комплексы.
оснастили больницу полностью новым оборудованием, новейшим, современным, которое оснащение по стандартам, утвержденным Минздравом России. Поэтому наше население, усьмайцы, теперь имеют возможность, не выезжая в Якутск, провести компьютерную томографию, полный спектр лабораторных исследований. Я очень рад, что открылась такая большая современная школа. Это новая школа, она намного, в 3 раза больше старой школы. Здесь появился спортзал, столовая. В 5 раз лучше будет учиться, чем в старой школе. Будет удобно, комфортно. В Якутии благодаря национальному проекту свыше 46 тысяч человек переехали из аварийного жилья в новые, комфортные квартиры. В том числе, благодаря этой государственной программе в республике в прошлом году построили жилых домов больше, чем в лучший, еще советский, 1990-й. Сегодня мы получили ключи от 25-й квартиры. Ну что сказать, мы очень рады. Квартира большая, коридор шикарный, в нем можно разгуляться. По сравнению с тем, что у нас было, конечно, это очень красиво, шикарно. Тепло, жарко. Вода – источник жизни. Благодаря федеральному проекту власти республики модернизируют систему водоснабжения и водоподготовки. За последние 5 лет построено и переоснащено 12 водоочистных станций, а это значит еще плюс 30 тысяч жителей республики обеспечены чистой питьевой водой. Вот после очистки должна быть вот такого хорошего качества воды. Значит, она прошла очистку. Флокулянты были добавлены, коагулянты, потом прошла грубую очистку, прошла песок кварцевый, потом угольную очистку, тонкую очистку и попала вот сюда. Уже это идет поселок. В основе мастер-планов развития 2 крупных городов республики Якутска и Нерюнгри создается необходимая инфраструктура и жилье. В Якутске продолжена реконструкция набережной озера Сайсары. Обновлена центральная площадь города, обустроена набережная имени олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. В Нерюнгри продолжается реконструкция центральной больницы. За 5 лет в Якутии благодаря нацпроектам была проделана колоссальная работа. Но на этом правительство республики не собирается останавливаться. Уже с января этого года в нашей стране запущены новые нацпроекты. Изменились названия, но цель остается прежней – повысить уровень и качество жизни россиян. В прямом эфире отчет правительства. Кирилл Евгеньевич, вы уже начали, немножко упомянули нацпроекты в самом начале нашего эфира. Да, вот сейчас посмотрели сюжет, можно поподробнее? Я не мог, конечно, об этом несколько раз уже не сказать, потому что действительно реализация таких задач, которые были поставлены президентом в рамках национальных проектов, они, конечно, послужили основой развития нашей республики на 5-летку с 2019 года, на текущую 5-летку. Но и, конечно, это основные достижения, те, которые мы сейчас видим, и жители наши видят, они реализованы и получились благодаря национальным проектам. Те 13 национальных проектов, которые у нас завершились, они, по сути, основные такие застарелые, актуальные проблемы решили, но, естественно, как я уже тоже об этом сказал, это не конец пути, и много еще нерешенных задач. И много из тех задач, которые поставлены президентом в рамках новых национальных проектов, а их было анонсировано на конец прошлого года 19, и в этом году еще по биоэкономике дополнительный проект, так получается в общей сложности 20 новых нацпроектов, они, конечно, продолжат выполнение тех задач, которые на сегодняшний день для жителей остаются в активе, актуальными. Это жилье качественное, комфортное, современное. Это коммунальная инфраструктура, это дороги, транспортная инфраструктура, общественный транспорт. Это экология. Это для Якутии важнейшее на самом деле направление деятельности и для правительства, естественно, одной из основных задач. Это образование, это здравоохранение. В этом направлении очевидно уже, сколько было сделано в рамках нацпроектов с 19 по 24 год. Это и строительство крупнейших и самых современных на Дальнем Востоке лечебных объектов, учреждений. Вот у нас в
прошлом году, в начале прошлого года, был открыт онкологический центр. Это крупнейший на Дальнем Востоке наиболее современный объект в этой отрасли здравоохранения. Несколько лет ранее в рамках единой президентской субсидии и программы, которую курирует заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Петрович Трутнев, по этой программе был открыт и кардиологический центр. То есть у нас, конечно, таких объектов в сфере здравоохранения никогда не было, но при этом остается очень большая потребность в развитии и, соответственно, строительстве новых объектов первичного звена медицины в наших районах. И эта программа продолжается, большое количество объектов в нее вошло. Ну и, конечно, это человеческий потенциал. Без устойчивого наполнения кадрами всей нашей экономики, всей нашей экономической системы, конечно, мы не можем говорить о том прогрессе, о тех задачах, которые сегодня ставятся. Конечно, прежде всего мы ориентируемся на наши местные кадры. Это и программы «Местные кадры в промышленность», это и большое количество тех специальных программ, которые мы сейчас реализуем в рамках указов главы нашей республики Арсения Сергеевича Николаева. Это те наши учебные заведения, которые на сегодняшний момент реконструируются, переоснащаются, выполнен капремонт. И, конечно, большое внимание уделяется развитию в целом такого, как говорится, такой термин бесшовного образования. Это когда ребенок от детского сада до школы, а дальше учебное либо среднее, либо высшее образование уже проходит такой путь, который позволяет ему в свое время правильно профориентироваться, ну и в дальнейшем подкрепить свои знания и получить квалификацию в современных условиях. Безусловно, все эти направления будут продолжены. По цифрам скажу лишь то, что за первые национальные проекты с 19 по 24 год в республику было получено федерального финансирования почти 250 миллиона рублей. Это очень серьезная база для развития. Я считаю, что здесь, конечно, безусловно, еще раз об этом скажу, это личное внимание президента, во-первых, к Дальнему Востоку, особое внимание. И мы видим, как за 10 с небольшим лет Дальний Восток действительно, по сути говоря, получил гигантский импульс к развитию и будет активно реализовывать и весь свой потенциал. Ну и, конечно, особое отношение к нашей республике. Также хочу отметить, что большое количество средств нашего бюджета, бюджет наш увеличивается ежегодно. Конечно, он остается социально ориентированным, но достаточное количество средств идет на софинансирование национальных проектов, и эта программа также будет продолжена. Отдельно хочу сказать про роль муниципалитетов. Уважаемые главы, уважаемые руководители муниципальных образований, очень большое значение в развитии, в реализации нас проектов, конечно, большая роль отводится вам. И я хочу сказать, что наше муниципальное образование активнейшим образом включились уже за предыдущую пятилетку национальных проектов, и уверен, что новые нас проекты также будут активно поддержаны, реализованы, и совместно и команда правительства, и команды органов местного самоуправления будут задействовать все возможности и все передаваемые ресурсы для того, чтобы и в дальнейшем повышать качество жизни нашего населения в рамках новых нацпроектов. Поэтому впереди у нас большая работа, и уверен, что тот опыт, который мы получили, те подходы, которые уже себя оправдали, ну и, конечно, это ответственность членов правительства. Отдельно скажу, что у главы нашей республики есть постоянно действующий такой прекрасный инструмент для контроля реализации таких масштабных программ. Есть ситуационный центр главы, где в режиме такого, знаете, реального времени передается вся информация по реализации всех объектов в рамках нацпроектов. То есть глава может в любой момент времени посмотреть, как идут дела
в отдельно взятом улусе по отдельно взятому объекту. И, конечно, он еженедельно проводит большие совещания, срезы, и в ежедневном режиме сам лично это контролирует. Ну и, конечно, все члены правительства тоже имеют доступ к этому ресурсу, и мы следим за работой, потому что, конечно, это требует прежде всего мощного и такого эффективного, качественного межведомственного взаимодействия. Поэтому нет сомнений, следующий виток национальных проектов также даст республике большой такой рывок в развитии, и уверен, что мы их реализуем достойно и качественно. Хотела бы разделить вашу уверенность. Надеюсь, что зрители сейчас тоже разделяют вашу уверенность. Благодарю, Кирилл Евгеньевич. Я хочу напомнить, что мы принимаем ваши вопросы по номеру телефона 32 01 11 и на сообщение по WhatsApp на номер 8 914 279 22 62. Так что эфир еще идет. Отправляйте свои вопросы. Таланты якутян безграничные. За последние годы якутское кино завоевало авторитет и заняло свою нишу в мировом кинематографе, собирая кассы на сотни миллионов рублей. Благодаря передовым практикам в сфере IT Якутск уже по праву получил статус IT-столицы Дальнего Востока. Знакомство президента России с достижениями креативной индустрии Якутии стало важным событием для региона. Владимир Путин во время рабочей поездки в республику посетил кластер «Квартал труда» и высоко оценил разработки и перспективы креативной и IT-отрасли региона. Особое внимание глава государства уделил развитию видеоигровой индустрии. Презентовали в первую очередь это достижения квартала труда, креативной экономики, киноиндустрии, IT-отрасли, показали проекты в области IT. Итогом визита главы государства стал перечень его поручений правительству. Он предусматривает серьезные меры поддержки разработки видеоигр, анимации и кинематографу, созданию беспилотников и программ. Именно те сферы, где заметны достижения республики. Решением президента на новый уровень выходит профориентационный конкурс «Моя профессия IT». Уже в декабре состоялся муниципальный этап этого всероссийского мероприятия, где школьники демонстрировали свои навыки в сфере цифровых технологий и представляли собственные проекты. От детей требуется разработать сайт либо приложение, да? Они могут на любой платформе, которую они умеют делать, и в качестве презентации могут это показать. В прошлом году продолжился рост числа занятых в креативной отрасли республики. Этому помогает государственная поддержка, в том числе льготные режимы территорий опережающего развития для производителей. Триумфально шествует по миру якутское кино, собирая награды на престижных фестивалях. В прошлом году копилка пополнилась 10 призами, а сумма сборов в кинопрокате впервые преодолела планку в 160 миллионов рублей. У нас кинопроизводство в республике в целом очень развито. Сейчас все говорят о феномене якутского фильма, да, якутского кино, но также мы хотели объявить то, что у нас еще снимаются якутские сериалы помимо фильмов. И мы ничем не отстаем от наших коллег, от других региональных телеканалов. Чтобы киноискусство стало доступнее жителям отдаленных уголков Якутии, реализуется проект «Экстра Синема», одобренный президентом. В прошлом году он получил еще больший масштаб. Осенью в один день открылись 40 новых кинозалов. От пригородов Якутска до поселков в Алайховском и Амиконском районах. Теперь жители всей республики могут смотреть премьеры одновременно со столицей. Раньше где-то более 5 лет показывали кинофильмы, но не мы, а приходящие такие предприятия. А теперь у нас свой кинотеатр будет. Планируем мы в неделю 3 раза, в середине недели и выходные, субботы, воскресенье. И думаем, что в день 3 раза сеанса будет. Всего в 2024 году при поддержке Фонда национальной технологической инициативы в Якутии заработали 80 новых кинозалов в 19 районах и 2 пригородах Якутска. И это тоже вклад в стратегическую задачу – добиться увеличения вклада креативных отраслей в экономику республики в 2 раза к 2030 году. Анатолий Аскалонович, чего не упомянули в сюжете и какие планы в отрасли? Да, добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые
Земляки, на самом деле, действительно, вот посещение президента страны квартала труда, это было большим событием. Мы показали успехи не только в кинематографе, но и в других отраслях, в анимации, в геймдеве, в IT направлении. Также показывали достижения технопарка в части производства беспилотных летательных аппаратов. И президент страны действительно высоко оценил вклад республики и дал задание масштабировать успешный опыт Якутии на все субъекты Российской Федерации. И вот благодаря этому поручению был разработан стандарт региональный развития креативных индустрий. И вот агентство стратегических инициатив в прошлом году этот стандарт утвердило. Мы участвовали, корпорация развития Якутии участвовала в разработке этого стандарта. И теперь, ну, грубо говоря, вся страна использует наш опыт. Конечно, тот перечень поручений президента страны, он охватывает все направления, начиная как от игровой индустрии. Действительно, сейчас с помощью фонда развития интернета будет поддерживаться игровая индустрия не только Якутии, но и всей страны. Есть предложения по развитию других направлений. Но, конечно, мы внутри республики опираемся. В прошлом году был подписан указ главы республики Арсения Сергеевича Николаева о развитии креативных индустрий в Якутии. Да, и это очень важный документ, который придаст импульс развитию всем отраслям. Там написано там не только кино и анимация, там и музыка, и мода, и даже народные промыслы. Да. И это наши косторезы, ювелиры, производители ножей. В общем, практически все то, чем мы занимаемся. Хочу сказать, что основная задача — это создавать рабочие места. Сегодня в этой отрасли задействовано 48 тысяч человек. Но к 30 году мы ставим задачу создать 70 тысяч рабочих мест. И вот, как показано было в ролике, конечно, действительно, 30 кинокомпаний производят 15 кинофильмов. В этом году будут громкие премьеры на российском уровне. Но я хотел бы сказать, что в прошлом году, в год детства, было большое событие — это открытие детского телеканала «Току» с помощью наших коллег НВК «Саха». Это большое событие, большой подарок и родителям, и детям. И благодаря этому шагу действительно Якутия за 2 года стала лидером по производству анимации на Дальнем Востоке. Мы произвели 375 минут контента на родных языках республики. Это, я считаю, большая работа. Здесь участвуют резиденты IT-парка, квартала труда. Создаются уникальные мультфильмы, которые понравились нашим детям. И это дает возможность потом эти мультфильмы продвигать на уже российский рынок и зарубежные рынки. Отдельно хочется сказать, что приняты акселерационные программы по поддержке моды. Мы хотим, чтобы наши модные бренды выходили на российские и зарубежные маркетплейсы, такие как Wildberries и другие. И мы видим, что возможность, потенциал там огромный. То же касается нашей музыки. Но, конечно, все это невозможно без подготовки кадров. У нас Арктический государственный институт культуры и искусства согласно вот указу главы должен превратиться в университет креативных индустрий. Все это войдет в межвузовский кампус, который мы будем создавать с 3 университетами: Северо-Восточный федеральный университет, АГАТУ и АГИКИ, в 68-м квартале города Якутска, да, который станет флагманом подготовки кадров, да, в эти новые отрасли. Та же школа 21 программирования, уже туда 7,5 тысяч заявок, 1500 человек прошло вот интенсивы, и сейчас 300 человек бесплатно получают образование, и причем возраст от 18 до 65 лет. Есть обучающие, которым 50 с лишним лет, да, и 56 сотрудников, участников уже трудоустроились в якутские федеральные IT-компании. Ну и, конечно, надо сказать, что в прошлом году такой большим событием стало, что мы выиграли федеральный конкурс по созданию научно-производственного центра «Полярный» по беспилотным летательным аппаратам. Инвестиции 550 миллионов рублей в этом году. На базе технопарка Якутия будет создан огромный центр, где мы будем создавать беспилотные летательные аппараты. Я хочу сказать, за прошлый год, по данным Росавиации,
В Якутии совершено 2500 полетов. Это мониторинг пожаров, мониторинг земельных участков, кадастровые работы. Ну и вот уже произведены первые полеты по доставке грузов. И мы верим, что в ближайшее время появятся новые отрасли, где мы с помощью беспилотников в самые труднодоступные населенные пункты будем доставлять грузы. Ну вот коротко так. Спасибо, Анатолий Аскалонович. К нам продолжают поступать вопросы на WhatsApp, и я вот хочу один вопрос зачитать, как раз про туризм. Я знаю, что это ваши полномочия, поэтому вопрос к вам. Самое большое внимание на уровне страны уделяется развитию туризма. Везде слышим о приоритете развития туризма, повышении качества услуг, повышении поддержки предпринимателей в туризме. А что делается у нас в республике для этого? Ну, буквально 20 февраля Кирилл Евгеньевич утвердил новую стратегию развития туризма в республике. В этой стратегии прописаны полностью те направления, которые мы будем раскрывать. На самом деле у Якутии огромный потенциал. Сегодня мы занимаем всего лишь 8-е место по количеству туристов на Дальнем Востоке. В прошлом году у нас посетило 30 тысяч человек. Но с прошлого года мы стали использовать данные сотовых операторов, данные Сбераналитики. Вот только по данным Сбера туристы оставили 4,5 миллиарда рублей. То есть мы видим в туризм как развитие отрасли экономики. И в этой стратегии прописано буквально пошагово, что мы должны делать, как развивать инфраструктуру гостиниц, кемпингов, глэмпингов, как мы должны работать с авиатарифами, да, для того, чтобы появились плоские тарифы, чтобы люди могли приезжать, увидеть наши красоты. И помимо въездного туризма, внутреннего туризма, мы вводим новый термин «домашний туризм», потому что, допустим, поехать из Еринги в Баймакон или из Мирного в Мегино-Кангалскус — это действительно путешествие. Мы хотим, чтобы якутяне отдыхали больше и внутри республики. Для этого есть национальный проект «Туризм и гостеприимство». Кстати, хочу, пользуясь случаем, сказать, что до 9 марта Министерство предпринимательства и туризма принимает заявки на федеральную субсидию по строительству глэмпингов, кемпингов и приобретению туроборудования. Вот за прошедших 2 года мы выделили 240 миллионов рублей, и наши операторы создали около 170 маршрутов различных, новых, интересных, уникальных, потому что природа Якутии действительно огромная. И мы, кстати, в новой стратегии придумали такую историю, чтобы каждый якутянин смог посетить все 35 районов и давать тем якутянам, кто посетил 35 районов, такие звания, там, да, что-то типа заслуженный турист Якутии, да, за такой, скажем так, потому что республика такая огромная, чтобы ее посетить, это надо, конечно, потратить очень много времени и возможностей. И хочу сказать, что помощь можно получить в центре «Мой бизнес» и в агентстве развития туризма. Спасибо, Анатолий Аскалонович. Давайте примем звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Добрый день, меня зовут Василий Потапов, я из Кобяйского улуса. Во-первых, хочу поблагодарить наше правительство Якутии за постоянную поддержку нашей молодежи. Да? Благодаря вам в этом году я буду участвовать уже в юбилейном фестивале «Мусустар», который пройдет 17 марта в городе Якутске. И вопрос у меня будет таким. Будут ли проводиться такие же большие молодежные мероприятия, таких как ТАБЫС, поддержка Министерства по делам молодежи? Большое спасибо. Спасибо, Ольга Валерьевна. Да, конечно. Спасибо большое, Василий Потапов, за этот вопрос. Конечно же, мы вас ждем в качестве участника на фестивале «Мусустар». Но с учетом того, как вы задали вопрос из Кобяйского улуса, я прекрасно понимаю, что вы были активным участником проведения молодежного фестиваля, который в этом году проходил, вернее, в 2024 году проходил в Кобяйском улусе. Да? Раз и есть опыт, который проведения этого мероприятия. Хочу поблагодарить администрацию Кобяйского улуса за проведение
хорошую организацию. Я думаю, что этот опыт у вас есть. Нужно обратить внимание, что молодежный фестиваль «Мусустар», который действительно является непосредственно уже у нас 5-м юбилейным фестивалем, стал достаточно серьезной площадкой, по сути дела, молодежной конкуренции молодых талантов разных районов и улусов республики. И здесь нужно сделать, наверное, акцент на то, что те звезды, которые рождаются вот на этой молодежной олимпиаде, они начинают и дальше себя проявлять. Вот особенность этого молодежного 5-го фестиваля является в том, что, конечно же, мы, исходя из ситуации, в которой мы сегодня проживаем, этот молодежный фестиваль во многом направлен на имеет патриотическую направленность. Но главная цель фестиваля в этом году – это чтобы каждый продукт, который мы получали, чтобы это не было мини-кино, ролики, которые делает молодежь, чтобы они непосредственно, в том числе, вот Анатолий Аскалович только что говорил о туризме, да, будет достаточно, он уже идет на настоящий момент достаточно интересный конкурс, молодежь создает визитные карточки туристические своих улусов и районов. И, соответственно, они все пойдут, независимо от того, победители они или нет, они пойдут все для того, чтобы работать на имидж республики как таковой. Мусустар по праву уже стал, по сути дела, таким даже фестивалем событийного характера. Нужно даже рассматривать его как внешний туризм. Уже даже многие спрашивают, когда он у вас проходит, для того, чтобы просто прийти его посетить. Среди мероприятий, которые будут проводиться в этом году, я бы особое внимание хотела обратить на 2 момента. Это кадровый конкурс «Россия вперед». Он в этом году будет проходить в параллели вместе с аналогом кадрового конкурса, который направлен на повышение квалификации участников специальной военной операции «Время героев», но также и на возрождение молодежного мероприятия, которое проводит непосредственно юная армия, движение первых и Центр воин под названием «Зорница 2.0». Я уверена, что в этом году мы все-таки, в прошлом году у нас успешно победила команда Горного Улуса, в этом году мы сможем больших результатов достичь, в том числе на дальневосточном конкурсе. А вообще сегодня и на сайте, и на телеграм-каналах Министерства молодежи непосредственно достаточно такая серьезная информация есть. Любую информацию можно там получить и почерпнуть. Спасибо, Ольга Валерьевна. Кадровый конкурс, наверное, «Якутия вперед», да, имелось в виду? Да, конечно, «Якутия вперед». «Якутия вперед». Есть вопросы из WhatsApp. Кстати, поменялась статистика у нас немножко. Теперь звонящих интересуют больше земельные вопросы, вопросы коммунального хозяйства и образование и наука, и транспорт и дороги. Вот так вот теперь распределяется сфера интересов звонящих. Вот, значит, вопрос такой. Я, как житель села Андрюшкино, беспокоюсь о нашей экологии из-за сброса сточных вод. Хотелось бы узнать, когда построят очистные сооружения, чтобы решить эту проблему. Видите? Конечно, я как раз вот был в Нижнеколымском районе на отчете, когда глава района Бандеров Ярослав Алексеевич встречался с главой, он попросил как раз вот усилить правительственную рабочую группу по отчету. И по поручению главы региона я посетил все населенные пункты. Состав нашей рабочей группы довольно был внушительный. И как раз вот село Андрюшкино, вот, это был крайний населенный пункт, где мы провели крайний отчет по году. И как раз подъехали вот машины, которые везли модульную эту станцию, которая имеет, как говорится, полное современное оборудование, мощность, и это 100 кубометров в сутки, что позволительно для данного населенного пункта. Населенный пункт, конечно, как и вся Арктика, она довольно такая, скажем, технические, там канализационная очистная станция присутствует, он работает. В свое время это был совхоз «Миллионник», который очень хорошо работал и показывал хорошие показатели. И, по сути, он в советское время уже был, как говорится, полностью благоустроен. И сегодня просто
по требованию законодательства, ну и по своей ремонтной программе. Эта канализационная очистная станция принадлежит нашему государственному унитарному предприятию ЖКХ Республики Саха-Якутия. И сегодня эта работа, по сути, идет к завершению. Сегодня начата работа по установке свай под эту станцию. Идут проектно-сметные документации, изыскательные работы, ну и дальше экспертиза. Ну и уже будем устанавливать станцию. Конечно, хочется успеть в этом году, но, возможно, мы перенесемся на следующий год. И хочу сказать, что у нас в целом по республике действует 29 станций канализационных. 5 мы ввели и реконструировали последние 4 года, с 20 по 24 год. И ввели таких больших населенных пунктах, как Верхневилюйск, Нижний Бестях, Бердигестях горного района. Эта работа идет, и сегодня председателем правительства одобрена наша дорожная карта, план нашей работы по установке очистных станций. И сегодня мы работаем в том числе по Арктике, и это Аллайховском районе и Оленевском районе. Конечно, в свете экономической ситуации, да и ситуации в мире, эта работа не идет той скоростью, как хотелось бы. Но, повторюсь, эта работа у нас идет, и я думаю, что мы в этом направлении будем, как говорится, по мере улучшения финансовой, экономической, мы будем, конечно, обращать на это строгое внимание. Сооружение появится, в том числе и на севере. Спасибо, Вадим Юрьевич. Давайте послушаем еще один звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый день, меня зовут Анна Петровна, я мама 3 детей и живу в городе Якутске. Я бы хотела задать следующие вопросы. Насчет школ. Планируется ли строительство новой школы, и если да, то в каких районах города они будут расположены? По городу какие школы? Это вопрос, наверное, нашей кафедре. Да. Ну, действительно, я хочу сказать, что за 5 лет по республике построено 68 школ. Это рекордное количество благодаря нацпроекту. Конечно, город Якутск наш растет его количество населения. Вот только за 5 лет город Якутск, на образование города Якутска добавил 7,5 тысяч школьников. Всего количество школьников в городе Якутске составляет 56 тысяч. И у нас только из 53 школ, только 5 школ работают в односменку. Да? И, конечно, особое напряжение мы испытываем в центральных, это 203-й микрорайон, Центральный округ, Октябрьский округ, Губинский округ, да, и, конечно, в некоторых классах количество детей, особенно в начальной школе, достигает там, до 42-43 детей, и это, конечно, создает большое напряжение. Мы в правительстве, понимая это, за последние 5 лет построили 10 зданий школ и 8 пристроев. Да, только в прошлом году мы сделали вне очереди пристрой Мархинской школы, пристрой школы Ягодкина, 19-й школы. Сейчас заканчивается пристрой Саха-Политехнического лицея. Ввели в прошлом году новый корпус здания 29-й школы, вот как и было в ролике кадетской школы. В этом году должны ввести школу на 990 мест ДСК. Новый адаптивный комплекс вводится, это школа, сад, интернат, вообще уникальный комплекс в нашей стране. 4-я коррекционная школа, строится здание новой первой школы, и вот начнется строительство пристроя 17-й школы, и проектировать здание ФТЛ и улицы Чайковского. Вообще по мастер-плану мы должны построить 18 школ и 12 детских садов. И расположение этих школ мы как раз с городом Якутском, вот как я, человек, который занимается цифрой, мы работаем на ГИС-системе, то есть мы видим развитие городской агломерации, где будут новые стройки, и вот с городом Якутском распределяем вот эти новые школы. Конечно, в центре города не хватает земельных участков, это надо признать, но мы при этом видим, что есть еще такой перекос, когда из окраин города родители
стараясь, скажем так, дать лучшее образование, дают детей в центральные школы. Да. И мы, конечно, здесь с управлением образования города ведем работу. Вот как раз ввод новых качественных школ и повышение качества образования будет более равномерное распределение по школам. Мы вообще, хочу сказать, что скоро начнется запись в 1 класс. 1 апреля это можно сделать на госуслугах. Мы спокойно, мы видим уже, как вот с введением новых школ, такого напряжения, как раньше, в 1 классы мы уже не видим. То есть мы держим руку на пульсе. И, конечно, одна из основных задач не только строительство школ, но и повышение качества образования. Мы ставим задачи повышения сдачи ЕГЭ и особенно выбор по естественным наукам. Это физика, биология, химия, для того, чтобы мы воспитывали кадры, подготавливали кадры, как раз это и врачи, и инженеры, которые востребованы очень у нас в республике. И еще одно хочу сказать, что в новом нацпроекте будет уделено большое внимание ремонту школ, ремонту детских садов и среднеспециальных учебных заведений. Спасибо за подробный ответ, Анатолий Скалонович. 2024 год был объявлен годом семьи в Российской Федерации и годом детства в Якутии. О том, какие изменения произошли в государственной политике по поддержке семей с детьми, смотрим в следующем сюжете. Я объявляю 2024 год в нашей республике годом детства. С этих слов главы Айсена Николаева во время оглашения послания Государственному собранию в республике стартовал целый комплекс мероприятий по поддержке детства и укреплению семейных традиций. Создать условия для благополучия и развития каждого маленького якутянина – государственная задача. Главными героями года семьи, объявленного президентами года детства в Якутии, стали замечательные семьи нашей республики, которые своим трудом, заботой и любовью служат примером. Настоящее единение и консолидацию показали жители республики при голосовании за семью Владимировых из Нюрбы во всероссийском конкурсе «Семья года». И для нашей семьи этот год такой незабываемый, значительный, благодаря всей поддержке наших якутян, поддержки республики, наших земляков, нюрбинцев, да, где мы стали победителями тоже с российского этапа и были приглашены в Москву, Кремлевский дворец, там, где на главной сцене страны нам вручили наш долгожданный сертификат. А еще этот год отмечен важными инициативами главы Якутии по совершенствованию поддержки многодетных семей. Одной из ключевых мер стала: вдвое увеличен размер республиканского материнского капитала «Семья». Установлена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей обучающимся из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе для компенсации части стоимости их обучения. Размер целевого капитала «Дети столетия» вырос до 110 тысяч рублей. Денежными средствами целевого капитала распорядились 14 130 семей. Единовременной денежной выплатой в 300 тысяч рублей взамен предоставления многодетным семьям земельного участка за 2 года воспользовались 3058 семей. Она очень нужна многодетным, она очень помогает. Хорошая такая материальная поддержка от нашего государства. Очень, очень хорошо, что ее продлили. Она очень много кому поможет, я думаю, в дальнейшем, потому что спектр ее здесь можно потратить много на что. Во исполнение указа президента в Якутии значительно расширены льготы для многодетных. Они касаются оплаты коммунальных услуг, бесплатного питания в школах, бесплатного проезда в общественном транспорте, посещения музеев. Меры поддержки получили свыше 34 тысяч многодетных семей, где воспитываются более 110 тысяч детей. У нас 4 детей, и они все пользуются бесплатным питанием и проездом. Это очень удобно, и посильная помощь многодетным семьям. Мы очень благодарны. Значительную роль сыграли новые формы социальной поддержки. Например, студенты из многодетных семей получили возможность компенсировать часть расходов на обучение. Это дает молодым людям шанс получить востребованные профессии и успешно интегрироваться в рынок труда. Основным также требованием для того, чтобы получить компенсацию, является то, что обучающийся учится на перспективной или востребованной на рынке труда специальности или профессии. Одним из важнейших мероприятий года детства стала
стало проведение 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Более 2000 юных спортсменов со всей страны и зарубежья соревновались в Якутии, демонстрируя силу духа и волю к победе. Такие события укрепляют дружбу, командный дух ребят и способствуют здоровому образу жизни. Сегодня очень крутые эмоции мы испытали на выступлении. Обручи мы выступили очень классно, мы показали то, что мы умеем делать. Нам очень понравилось то, что мы сделали сегодня. Саха, Якутия! Да, я знал, первое место займу точно. Уверен был в себе. Вот. Были тяжелые тренировки. Месяц без остановки тренировались. Итог года детства в Якутии – сохранение лидерских позиций региона по основным демографическим показателям на Дальнем Востоке и в стране. За год в республике родилось 10 700 детей. И важно, что поддержку и создание благоприятных условий для воспитания подрастающего поколения чувствуют все больше якутян. Ну что ж, вот такие итоги года семьи, года детства. Георгий Михайлович, есть ли что добавить? В прошлом году президент страны принял указ о национальных целях развития, и высшей национальной целью нашей страны на предстоящий период было объявлено народосбережение. Это увеличение количества населения нашей страны. К сожалению, мы сегодня констатируем то, что и в целом по стране, и в том числе в нашей республике падает количество рожденных детей. Но при этом, в отличие от страны, наша республика по количеству естественного прироста сохраняет свои лидирующие позиции в стране. На Дальнем Востоке мы первые. По России из 89 регионов мы на 7-м месте по приросту населения. И то, что у нас население сегодня увеличивается, и прежде всего за счет естественного прироста населения, а не за счет миграционного притока, как нам иногда пытаются объяснить наши эти достижения, это тоже результат большой работы главы и правительства нашей республики. Вот в ролике вы видели только часть новых мер, которые внедрены вот последние годы в целях поддержки многодетных семей. Здесь, конечно, необходимо сказать и о той работе, которую проводит отрасль здравоохранения. Это наши перинатальные центры, это выездные мобильные бригады. С прошлого года мы начали формировать и направлять в труднодоступные населенные пункты отдельные мультидисциплинарные детские бригады. По поручению главы республики мы с прошлого года направляем стоматологические бригады. Естественно, это все вносит большой вклад в вопросах народосбережения. Только одна цифра вот в сфере здравоохранения. Мы за последние годы в 2 раза снизили показатели младенческой смертности. Я считаю, что это для республики очень большое достижение. А меры социальной поддержки для многодетных семей, конечно, они сегодня уже вышли на другой абсолютно уровень, в том числе и по тем предложениям, которые озвучивает глава республики, по итогам своих прямых эфиров, встреч с населением. В том числе мы слышим предложения, которые поступают в процессе отчетов органов исполнительной власти. И они, в конце концов, потом выливаются вот в такие новые решения, которых вы вот сейчас посмотрели в роликах. Да? И, безусловно, работа по поддержки многодетных семей, она будет продолжена и дальше. Но мы не ограничиваемся только мерами поддержки, там, материальными, финансовыми. Республика активно проводит работу по популяризации традиционных семейных ценностей. Да? Это многодетность, это многопоколенность. Всегда истори-якутская семья была большой, многопоколенной, многодетной. Я сегодня могу сказать, что и члены правительства тоже являются образцом многодетных семей. Да, вот рядом сидит мой коллега Сергей Васильевич, у которого 4 детей. Я знаю, что буквально недавно у министра спорта, у нашего коллеги Леонида Николаевича Спиридонова, нашего именитого борца, родился 4-й ребенок. Поэтому здесь никто не стоит в стороне. И, естественно, как сказал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, большие территории – это хорошо.
Но когда на этих территориях никто не живет, никто не осваивает и никто не развивает, это уже не есть хорошо. Поэтому демографическая политика правительства республики, она и дальше будет направлена на достижение определенных высших национальных целей нашей страны. Георгий Михайлович забыл своего земляка, министра строительства, у которого тоже 4-й сын. Да, у Виктора Дмитриевича Романова тоже недавно родился 4-й ребенок, сын. Поэтому в правительстве тоже много многодетных Ну и все отцов. знают, что Елена Александровна Волкова тоже многодетная мама. Министр да, труда и социального развития является матерью 4 детей. Поэтому вот правительство подает хороший пример. Вносит личный вклад в демографию республики. Спасибо большое, Георгий Михайлович, за такой развернутый, такой прямо духоподъемный ответ, позитивный. А на наш редакционный номер продолжают поступать вопросы. И предлагаю ответить на один из них. Значит, вопрос такой. Я из Барагонцев. Как решается вопрос с оснащением детских школ искусств в районах? Да, действительно, в ходе отчетов правительства население интересуется этим вопросом, в особенности в административных центрах наших вузов, задают вопросы оснащения, кроме того, капитальный ремонт, а иногда и ставят вопрос строительства детских школ искусств. У нас эта работа велась до конца прошлого года в рамках национального проекта «Культура», благодаря которой у нас были обеспечены музыкальными инструментами, оборудованием, мебелью порядка 26 детских школ искусств. Это чуть больше 1/3 всех существующих детских школ искусств. Сейчас, с Нового года, у нас реализуется новый национальный проект «Семья», в рамках которого у нас ведется работа по оснащению детских школ искусств. И в текущем году запланировано 7 детских школ искусств в 7 муниципальных образованиях в улусах нашей республики оснащением детских музыкальными инструментами. Конечно же, мы понимаем, что детская школа искусств — это то учреждение, которое воспитывает будущее поколение, воспитывает гармонично развитую личность. Это, можно сказать, будущее культуры народа. И понимая важность этого направления, этой отрасли, мы и впредь будем уделять огромное внимание развитию детских школ искусств. И сейчас по поручению правительства республики готовится программа, которая проанализирует и определит дальнейший вектор развития детских школ искусств с точки зрения их учебно-методической работы и с точки зрения укрепления материально-технической базы. Спасибо, Сергей Васильевич. У нас новая статистика по роду обращений. На первом месте зрителей волнует земельный вопрос, на втором вопросы ЖКХ, на третьем вопросы образования и науки, и транспорт и дороги на 4-м месте. И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, меня зовут Серафима Егоровна. Я являюсь матерью 2 детей и ожидаю 3-го ребенка. У меня вопрос по материнскому капиталу «Семья». Можно ли использовать этот материнский капитал на первоначальный срок для оформления ипотеки? И на какие цели еще можно использовать этот материнский капитал? Да, спасибо за вопрос, Серафима. И очень приятно слышать, что у нас молодые семьи ожидают прибавления. Я желаю вам всего хорошего, значит, в этом процессе, да. И вы знаете, что с прошлого года у нас размер материнского семейного капитала «Семья» республиканского увеличен в 2 раза. И на сегодня с индексацией он составляет 316 тысяч рублей. И с прошлого года значительно расширены возможности его использования. Если изначально он планировался как цель для улучшения жилищных условий, то на сегодня средства республиканского материнского семейного капитала можно направить и на обучение ребенка, и на оказание высокотехнологичной помощи, на приобретение автотранспортного средства для большой семьи, для начала своего личного подсобного хозяйства. То есть сегодня инструментов для
использование указанных средств намного больше, чем они были изначально. И самое главное изменение, о которых я сегодня хочу сообщить нашим телезрителям, радиослушателям, это то, что по предложению Айсена Сергеевича, которое он озвучил в своем декабрьском послании Государственному собранию ЮЛТУМЕН, с 1 января 2025 года республиканский материнский капитал «Семья» будет выплачиваться при рождении не только третьего ребенка, как было до этого, но третьего и всех последующих. То есть кратности уже нету. И при рождении третьего, четвертого и пятого детей всем нашим семьям, якутским семьям, будет выплачен этот материнский капитал. Здесь необходимо также отметить, что с 2022 года указом главы нашей республики введен целевой капитал «Дети столетия». Его размер на сегодня составил с индексацией 116 тысяч рублей. И решением Айсена Сергеевича действие капитала продлено у нас в республике до 2027 года. И таким образом с начала этого года только за счет республиканских средств, за счет двух капиталов, материнского и целевого «Дети столетия», при рождении третьего или последующих детей семьи якутян могут располагать средствами до 430 тысяч рублей. Это единовременные выплаты с широким инструментом, широким набором возможностей их использования, не только там на улучшение жилищных условий. Но и здесь вот в нашем предыдущем ролике также было отмечено, что с этого года у нас увеличена стоимость альтернативной денежной выплаты взамен бесплатных земельных участков многодетным семьям с 200 до 300 тысяч рублей. Поэтому вот в совокупности эти три меры поддержки многодетных семей имеют финансовый эквивалент 733 тысячи рублей. Это дополнение к тем большим мерам, которые у нас установлены для семей с детьми федеральным законодательством. Я имею в виду в первую очередь федеральный материнский семейный капитал. Поэтому здесь, конечно, республика вот в течение 2024 года приняла очень много реально работающих мер именно демографической поддержки, которые позволят нам в дальнейшем способствовать увеличению населения жителей республики. Спасибо, Георгий Михайлович. Ну что ж, мы в эфире уже 2,5 часа практически. Время близится к концу. И ближе к концу принято говорить о планах о будущем, как на отчетах, собственно. Да, там сначала идет отчет о том, что сделано за год, и затем о планах на будущий год. Поэтому, пожалуйста, с Дмитрия Петрича начнем, наверное. Мы по курируемым отраслям, конечно, то, что руководство республики ставится задача не снижения планков ввода жилья. Конечно, несмотря на определенные трудности, мы стараемся с задачей справиться. В части дорог и транспортной сферы, конечно, мы здесь имеем определенные трудности, опять же, финансовые связанные, но по дорогам мы продолжим работу, по Мухтуя, по Амге, по другим направлениям, по субсидированию билетов, авиабилетов. Ну и, конечно, если касаться транспорта, то мы, конечно, ожидаем ввода Житайской судоверь первого этапа. В части самых тяжелых моментов, то, конечно, это чрезвычайная ситуация, которым подвержена наша республика, о чем мы вначале говорили, то, конечно, мы ожидаем, как говорится, прохождения паводковой ситуации, успешно ее с ним справиться, ну и, конечно, пожароопасный сезон. В части ЖКХ и энергетики, то здесь, конечно, мы продолжаем работать по модернизации инфраструктуры. Здесь есть ключ по новым у нас проектам. Конечно, будем работать с федеральным центром, с партнерами и будем двигаться вперед. Ольга Оливина. Да, конечно, 25-й год является годом, в течение которого мы дальше будем продолжать и
исполнять стратегические указы главы Республики Саха-Якутия, которые направлены на улучшение качества жизни в арктической зоне республики, на реализацию экологического указа президента, указа главы Республики Саха-Якутия, в котором определены базовые позиции, связанные именно с экологическим благополучием на территории республики, которые бы влияли на каждого гражданина. Но вызовным мероприятием 2025 года является прежде всего восстановление основ патриотического воспитания в целом в республике и на территории, в целом как части территории Российской Федерации. Ведь сегодня в послании своем глава республики Айсен Сергеевич Николаев определил патриотическое воспитание как непосредственно одно из главных направлений вообще государственной политики в республике. Оно прежде всего связано не только с проведением специальной военной операции, а в необходимости воспитания любви к родине. Сегодня Министерство по молодежной политике и социальным коммуникациям определено в качестве единого координационного центра, который объединит все и уже на настоящий момент утверждены соответствующие документы, который объединит все соответствующие, общественные организации, государственные учреждения, муниципальные, для того, чтобы сохранить наше будущее поколение, сохранить и обеспечить стабильное развитие Российской Федерации в целом. Что ж, спасибо, Ольга Валерьевна. Сергей Васильевич. Про развитие сельского хозяйства мы уже подробно говорили. В сфере культуры, спорта, то если говорить о планах, мы прежде всего должны продолжить работу по реализации нового национального проекта «Семья», в рамках которого запланировано достаточно много мероприятий. Это капитальный ремонт, это строительство, это обеспечение необходимым оборудованием. Кроме того, одним из ключевых задач текущего года является продолжение работы по проведению культурно-массовых мероприятий, направленных на воспитание гармонично развитой личности, на сохранение традиционных ценностей, которые присущи нашему российскому народу, и, конечно же, сохранение нашей традиционной культуры народа. И для этих целей проводятся мероприятия, такие как СЭХ в Хондюрингвинском улусе, который будет очень интересным с точки зрения места уникального, где будет проходить СЭХ. И в этом районе в мире и согласии проживает несколько национальностей, которые нам покажут свою культуру, историю и другие очень интересные проекты. В сфере спорта, конечно, мы будем продолжать работу по вовлечению населения, независимо от возраста, на занятия физкультурой и спортом. Мы уже должны выйти за рубеж более 60%. Для этого, конечно же, необходимо создавать на местах необходимую спортивную инфраструктуру. Кроме того, одним из целей и задач текущего года это успешное проведение спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары, которые пройдут ныне в Татинском улусе. Для этого сейчас ведется большая работа и строятся спортивные объекты в селе Татинского улуса, и каждое муниципальное образование представит своих спортсменов для успешного выступления в этой нашей Якутской Олимпиаде. И, конечно же, в сфере ветеринарии у нас стоит задача дальнейшая работа по укреплению материально-технической базы наших улусных ветеринарных служб. Здесь работа очень много предстоит. Конечно же, вопрос стоит по усилению дальнейших мер урегулирования безнадзорных животных. Здесь бы хотел сказать, что в текущем году уже в стенах Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации обсуждается достаточно серьезный вопрос о принятии нового федерального закона, который бы эффективно боролся с урегулированием численности безнадзорных животных. И мы надеемся, что до конца текущего года этот федеральный закон будет принят, и мы, соответственно, на местах начнем реализовать и бороться наконец-то с безнадзорными собаками. Спасибо. Спасибо. Анатолий Оскарович. Ну, конечно, мы вступаем во время новых национальных проектов. Это национальный проект «Семья», национальный проект «Экономика данных», национальный проект «Беспилотные авиационные системы», да, и другие. Конечно, реализация стратегических указов главы. Это креативная экономика, образование, поддержка местного производства. И
Если говорить про масштабные проекты, это, конечно, продолжение нашего масштабнейшего проекта в области связи, это «Синергия Арктики». Вместе с Минцифрой России мы должны в этом году начать реализацию этого проекта, закрыть оставшиеся арктические районы, это и Батагай, Хану, Зырянка, Черский, и в том числе и отдаленные населенные пункты Алекнинского, Кобяйского, Усмайского, Улусов. Да, это участие в федеральном конкурсе по реализации межвузовских кампусов, строительство, продолжить улучшать инфраструктуру образования и, конечно, повышение качества образования. То есть для этого мы будем принимать отдельные меры по повышению качества образования и подготовки наших учителей, педагогов, в том числе и в наших районах республики. Ну и, конечно, отдельно хочется сказать, что мы переходим на управление на основе данных. У нас будет трансформация госуправления. Есть персональное поручение главы о том, чтобы внедрять управление данных по всем отраслям. Это будет то сельское хозяйство, медицина, образование. И, конечно, внедрение искусственного интеллекта. Для этого создана лаборатория по искусственному интеллекту. Вот недавно был круглый стол, мы эти проекты уже внедряем и считаем, что это повысит качество многих отраслей экономики. То есть, ну, сэкономить, да, позволит, наверное, какую-то как? Ну, не только сэкономить, но повысить эффективность, потому что, да, это сейчас это такой мировой тренд. Хорошо, спасибо большое, Георгий Михайлович. Главные цели правительства республики на предстоящую перспективу — это, безусловно, поддержка семей и нашего старшего поколения, это борьба с бедностью и увеличение доходов якутян, повышение доступности и качества медицинской помощи, в том числе за счет мобильных медицинских бригад. Это, безусловно, увеличение количества занятых в экономике, которые определены стратегическими указами главы республики, и снижение безработицы. И в целях достижения указанных ориентиров, безусловно, мы будем организовывать работу, системную, взаимосвязанную работу по реализации новых национальных проектов, о которых сегодня много говорилось. Это и продолжительная активная жизнь, это и новый национальный проект, который с 2025 года заработал кадры, это и национальный проект «Семья». Это трансформированный национальный проект «Демография». Естественно, все эти национальные проекты, они должны быть реализованы в системной взаимосвязи с 9 стратегическими указами главы республики, которые приняты по основным направлениям развития экономики и социальной сферы. Прежде всего, я говорю об указах о борьбе с бедностью, о развитии, о стратегическом развитии системы здравоохранения в нашей республике. Эта работа будет основана в том числе и на реализации мастер-планов наших городских агломераций и опорных пунктов нашей республики. Поэтому развитие социальной сферы, оно неразрывно связано со всеми другими отраслями экономики нашей республики. И работа для достижения определенных президентом страны, главой республики высших целей, показателей, индикаторов, она будет выстраиваться в системной взаимосвязи со всеми блоками правительства республики. Ну что ж, спасибо, Георгий Михайлович. Ну, вся проводимая правительством республики работа, она направлена прежде всего на благо каждого якутянина, конечно, на процветание всей республики. И доказательством тому и сегодняшний эфир, да, в ходе которого, как вы видите, члены Кабинета министров помогают отвечать на поступившие ваши вопросы, и встречи отчетные, которые прошли в течение месяца, тоже подтверждают, что голос каждого якутянина будет услышан, будут даны ответы. У каждого сидящих за этим столом немало историй о том, какие вопросы задавались во время отчетов, как они были решены. Просто если бы мы это начали обсуждать, никакого эфира бы не хватило. Поэтому все-таки заключительное слово, как начинал у нас Кирилл Евгеньевич, так и заключительное слово хочу передать представителю правительства Кириллу Евгеньевичу Лучкову.
Спасибо. Дорогие жители нашей республики, конечно, 24-й год был непростой, но он дал нам новые рекорды, новые успехи, новые надежды. Это был годом семьи, годом детства, годом чествования наших настоящих героев. И новый 25-й год, который объявлен президентом Российской Федерации годом защитников Отечества и главой нашей республики объявлен годом защитников Родины, конечно, будет еще одним славным годом нашей совместной работы, чествования наших героев, благодарности им за тот вклад, который они оказывают в безопасность нашей Родины, нашей страны, возможности для ее эффективного развития. Конечно, благодарность всем тем, кто в это время своим трудом, своим вкладом, несмотря на трудности, несмотря на санкции, различные препоны, которые нашей стране ставятся, вопреки этому, наоборот, развивается и показывает ударные темпы в экономике. Я бы хотел сказать, что этот год, наступивший 25-й, конечно, будет для нас по-прежнему таким акцентом в поддержке наших ребят, которые защищают рубежи нашей Родины, участникам специальной военной операции, их семьям, их детям. Хочу выразить большую благодарность тем, кто сделал свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Год этот 80-летия Победы, юбилей, который наша страна будет широко отмечать. Мы вспомним все подвиги, которые сделали наши прадеды, деды, отцы во время Великой Отечественной войны, не только на фронте, но и в тылу. И в поствоенный период, как быстро они подняли нашу страну. И мы сегодня устойчиво развиваемся и, конечно, помним каждый шаг каждого, кто вложил в это вклад. Поэтому в этом году я всех поздравляю с наступающим юбилеем победы в Великой Отечественной войне. Преклоняюсь перед всеми ветеранами, теми, кто на фронте сражался, теми, кто в тылу защищал нашу Родину, перед их детьми, дети войны, которые в непростых условиях росли, развивались, которые сегодня являются для нас примером. Я хочу поблагодарить всех жителей республики за неравнодушное, чуткое, действительно патриотичное отношение и к нашим воинам, и в целом к нашей стране. Хочу отметить, что решения руководства нашей страны и руководства нашей республики полностью оправдались. Каждое из них было правильным, и мы сейчас видим, насколько важно было принятие этих решений и каким путем сейчас развивается наша страна, обретая все большее могущество. И я хочу поблагодарить всех жителей нашей республики за ту поддержку, которую они оказывают и правительству, и своим местным руководителям. Конечно, это показали отчеты правительства, с каким вниманием и с какой действительно теплотой жители реагируют не только на свои собственные проблемы, но и смотрят гораздо шире и поддерживают каждого жителя. Я хочу поблагодарить, конечно, и руководителей органов местного самоуправления, которые с нами в этой работе каждодневной. Это действительно сильные, хорошие, надежные руководители, которые обеспечивают на своей малой родине выполнение тех задач, которые ставит президент, которые ставит глава республики, и помогая правительству осуществлять свои функции и полномочия. Ну и, конечно, хочу поблагодарить членов правительства, своих заместителей, которые присутствуют здесь, и всех членов правительства за ту работу 24/7, которые они проводят по своим направлениям ответственно. И, конечно, пожелать им
больших успехов в 2025 году, в этом важном для нас году. И, конечно, хотелось бы отдельно, пользуясь тем, что мы накануне Международного женского дня, поздравить наших женщин с этим прекрасным весенним праздником. Ведь женщина — это оплот домашнего очага. Женщина — это символ и суть материнства. Это продолжение рода. Это люди, на плечах которых на самом деле все самые сложные трудности. И наши ребята, которые на фронте, они тоже на плечах наших матерей, их сестер, их жен. И, конечно, они оказывают им такую мощную поддержку, которая, конечно, приведет нас всех к победе. И мы всегда помним о вкладе наших женщин во все наши подвиги, во все наши достижения. И, конечно, хочу пожелать им женского счастья, чтобы ваши мужчины вас буквально носили на руках, чтобы они всегда помнили о том, что вы для них это стимул, это та теплота, которая дает им возможность творить, делать важные поступки по жизни. Крепкого вам здоровья, чтобы в ваших семьях всегда был уют, чтобы все удавалось. И, конечно, прежде всего вам любви. Любви, взаимной любви, чтобы она вас всегда грела и подпитывала. Ну и, конечно, пользуясь этим прекрасным случаем, у нас в нашей студии две дамы замечательные. И я бы хотел Ольгу и Ирину поздравить с наступающим Международным женским днем, а в лице их, всех женщин нашей республики, дорогие дамы, с весенним праздником. Валерина. О, не зря согласилась эфир вести. Спасибо. Ну что ж, спасибо. На этой радостной ноте благодарю всех участников эфира. Не только Кирилла Евгеньевича, всех благодарю. Всем желаю плодотворной работы, успехов в работе и встретимся с вами в эфире. Спасибо, что были с нами.